Спасибо всем, кто пришел на нашу пресс-конференцию. Я Орлов Олег, член Совета правозащитного центра «Мемориал», и я сегодня буду вести эту пресс-конференцию. В пресс-конференции все участники пресс-конференции, кроме меня, являются адвокатами и защитниками по так называемому ингушскому делу. То есть они защищают тех или иных фигурантов этого дела. Список вам роздан. Позвольте представить участников пресс-конференции. Адвокат Алексей Мирошниченко, адвокат Джабраил Куриев, адвокат Билан Зугаев, адвокат Хусен Гулиев, адвокат Магомед Абубакаров. Позвольте мне вначале кратко напомнить, собственно говоря, что такое ингушское дело, о котором мы будем говорить, и с чего оно началось. Собственно говоря, в марте этого года в Ингушетии произошли массовые протесты. 26 числа начался митинг протеста против изменения конституционного закона Республики Ингушетия о референдуме. Общественности стало известно, что в этот закон намерены внести некоторые изменения, в результате которых из закона были убраны положения об обязательности проведения референдума в случае вопроса об изменении статуса республики, наименования, разделения или объединения ее с другими субъектами федерации, изменения ее территории или границ. Естественно, на фоне протестов и на фоне споров о границах республики, о административных границах республики, такие намерения властей не могли не вызвать протеста. Собственно говоря, такие намерения были сами по себе уже провокацией. И несмотря на то, что власть в какой-то момент заявила о том, что она отзывает этот законопроект, протест все-таки назрел, и люди вышли на согласованный митинг. Часть митингующих осталась на площади. Кстати, незначительная часть из тех, кто вышел на площадь, осталась на площади на ночь. Хотя власти и согласовали только проведение митинга в дневное время, часть осталась на ночное время. Хочу подчеркнуть, никаких оснований для применения силы к митингующим или разгона митинга не было. Более того, оставшиеся прекратили выступления. По сути дела, это не был уже митингом. Более того, международные нормы четко определяют, что если нет угрозы для общественной безопасности, нет со стороны митингующих угроз применения насилия, нет помех транспорту, прохождению людей или работе учреждений, применять силу в таких случаях нет никаких оснований, это неправомочно. Тем не менее, решение о применении силы было принято. Кем? Как я себе представляю, скорее всего, решение это было принято где-то на федеральном уровне. Почему? Давайте вспомним, что перед этим, осенью 2018 года, в Ингушетии на протяжении многих дней проходил беспрерывный, много-многотысячный митинг. В ходе этих акций протеста не было митингующими совершено ни одного правонарушения. Никто не был задержан. Поддерживался идеальный порядок. И митингующие, и власть проявляли ответственность, и все происходило абсолютно мирно. Видимо, именно это, развитие таким образом событий в республике, в то время как в других регионах России мы видим, как поступают с митингующими, как жестко разгоняются и подавляются акции протеста, и, по сути дела, право на свободу собрания уничтожено. Именно пример Ингушетии, где общество показывало, что можно мирно, ненасильственно выражать свой протест. Не устраивало, видимо, и республиканские, и федеральные власти.
И была совершена провокация. По сути дела, приказ о разгоне митинга, с моей точки зрения, был актом провокации. На митингующих были брошены росгвардейцы, привезенные в республику из других регионов, которые не понимали ни менталитета, ни обычаев республики. И когда, конечно, росгвардейцы, молодые люди, стали применять силу к пожилым, уважаемым людям, которые стояли, в том числе в первых рядах, тех людей, которые остались на площади, у молодежи не было никакого другого выхода, как начать защищать своих людей старшего поколения. Произошли, к сожалению, столкновения. Но, опять же хочу подчеркнуть, именно в результате ответственного поведения лидеров народного протеста, которые были на площади, удалось предотвратить развитие событий по самому плохому сценарию. Также ответственно поступили бойцы батальона патрульно-постовой службы, местные, республиканские, которые смогли в какой-то момент встать, так сказать, разделить обе противодействующие стороны, митингующих отделить от росгвардейцев. Это дало возможность лидерам народного протеста уговорить митингующих собраться и организованно уйти с площади. То есть они не были вытеснены. Люди сами добровольно ушли с площади, причем еще убрав за собой мусор. Вот так развивались события. А дальше начались репрессии. Были арестованы и лидеры народного протеста, и много рядовых участников протестов. Как вы знаете, наверное, теперь идет уже речь о запрете организации. Ну, например, запрещается, ликвидируется организация Совет Тейпов Ингушетии. Муфтият в том виде, в котором он существовал, тоже прекратил свое существование. То есть идут широкомасштабные достаточно для этой небольшой республики политические репрессии. А вот о том, как фабрикуется это уголовное дело, ингушское уголовное дело, расскажут адвокаты. Алексей Мирошниченко, да, вначале? Нет? Хорошо. Пожалуйста, Джабраил Куриев. Добрый день, коллеги. Небольшая поправочка. Начало указанных событий берет свое начало с июня 2018 года, а не октябрь 2018, потому как первое собрание людей прошло 4 июня 2018 года перед зданием парламента Республики Ингушетия с требованием о поставке главы республики, не о поставке, а прямых выборов главы республики и смешанной системы выборов в парламент Республики Ингушетия. После этого мероприятия, в принципе, начались репрессии, привлечение всех тех общественных деятелей, которые приняли участие в данном собрании, стали привлекать по административным делам. В том числе это, я назову несколько имен, был Малсак Ожахов, который является моим подзащитным по уголовному делу, был Батыр Богатырев, Дауд Хучиев, Мухтар Газгереев и другие лица. Интересы некоторых из них по административным делам представлял я, и в последующем эти дела были выиграны и дела прекращены за отсутствием состава административного правонарушения. Далее, в 2018 году, в начале октября, как уже было сказано, состоялся митинг. Общеизвестным фактом является то, что данный митинг длился без перерыва 2 недели. Несмотря на это, Малсага Ожахова привлекли по административному делу 6 ноября 2018 года. В отношении Малсага было вынесено постановление Магадским районным судом и был признан совершение административного правонарушения.
по части 5 статьи 20.2. То есть как участник, подчеркиваю, не как организатор, как участник. Далее мною данное постановление было обжаловано, и дело тоже было прекращено, опять же, за отсутствием состава административного правонарушения. Почему я говорю об административных делах? Оно имеет огромное значение, потому как всеми возможными путями данное постановление суда по административным делам активно используется для якобы доказательств по уголовному делу. И всеми возможными путями пытаются привлечь Малсыга Ужахова по части 2 статьи 20.2 КоАП Российской Федерации как организатора, коим он не являлся ни разу. Несмотря на это, один раз был привлечен по части 2, опять же, статьи 20.2 КоАП Малсык Ужахов как организатор марша. Вот, представьте себе, 4 июня состоялось собрание, 4 июня 2018 года перед зданием парламента. И по этому материалу он проходил как участник митинга. И по этому мероприятию он был оправдан судом. То есть непосредственно председателем Верховного суда Республики Ингушетия Фаргиевым он был оправдан, дело было прекращено за отсутствием состава. Уже в 2019 году, после известных мартовских событий, Малсыга Ужахова привлекают по организатору марша по части 2 статьи 20.2. Опять же, того же мероприятия июньского, 4 июня. То есть всеми возможными путями его пытаются сделать организатором. Опять же, данное постановление мной было обжаловано, дело истребовано и находится в Верховном суде Российской Федерации. Пока что изучают, и по нему результатов нету. Далее. За октябрь 2018 года, 4 июня, было начало митинга двухнедельного, и уже после мартовских событий Малсыга Ужахова привлекают и за 5 октября. То есть это общеизвестный факт, и с юридической точки зрения двухнедельный митинг, оно отнесено к длящимся административным правонарушениям, если таковые имеются. Опять же подчеркиваю, если таковые имеются. Чем отличается длящееся от продолжающегося с юридической точки зрения? Длящееся, оно не прекращается в течение определенного периода, недели, 2 недели, месяц. А продолжающееся, оно отличается тем, что перерывами. Допустим, да, днем все спокойно, и каждый вечер какое-то лицо ходит с микрофоном по улице, кричит, орет, спать не дают там, в спальных районах и так далее. То есть оно продолжающееся. Днем отдыхает, вечером нарушает. А здесь является общеизвестным фактом то, что митинг длился 2 недели. Сначала привлекли за 4 октября, потом привлекают за 5 октября. А между тем у меня на руках имеется постановление Верховного суда Республики Ингушетия, по которому Малсык Ужахов оправдан за 4 октября 2018 года, и в котором четко, ясно прописано, что Малсык не является организатором мероприятия, а принял всего лишь участие. А участник мероприятия не несет никакой ответственности в том случае, если он не нарушал какой-то общественный порядок, не имел при себе какого-то оружия, колющих, режущих предметов, или какими-то другими способами не нарушал покой города, района или места проведения митинга. Это все четко прописано в законодательстве. То есть Верховный суд Республики Ингушетия обоснованно пришел к выводу, что в действиях Ужахова нет никаких административных правонарушений. Но между тем, за 5 октября вынесено указанное постановление, и оно тоже на данный момент мной обжаловано и находится, опять же, в Верховном суде Российской Федерации. Материалы рассматриваются. Дела по моим жалобам истребованы.
Далее, по самому уголовному делу. Малсега непосредственно самого задержали 19 апреля 2019 года. Задержали его непосредственно у себя дома в Республике Ингушетия и доставили в город Нальчик, где составили протокол непосредственно задержания. Почему я эту тему затронул? Потому как следствие в своем ходатайстве об избрании меры пресечения ссылается на 108 статью и как на место задержания город Нальчик, тем самым искусственно меняя подсудность рассмотрения досудебного материала по избранию меры пресечения. Конституционный суд Российской Федерации неоднократно приходил к выводу о том, что местом задержания должно учитываться фактическое его место задержания. Например, я объясню. Если Малсега Ужахова около 6 утра 19 апреля задержали и доставили в город Нальчик, то протокол задержания, оно называется на юридическом языке процессуальное задержание. Протокол составлен был только к 5 часам 19 апреля вечера. То есть человек 11 часов находился в условиях правовой неопределенности. А этот срок, согласно Конституции Российской Федерации, должен учитываться 48-часовой период, где в судебном порядке должны избирать меру пресечения. То есть, чтобы подсудность поменять и срок себе продлить, нарушение Конституции, на данные нарушения следствие пошло. И суд не обращает внимания на доводы адвокатов, на фактические обстоятельства, на которые защита ссылается. На мой вопрос в суде и следователю о том, что вы же не предполагаете, о том, что Малсег сам явился в Нальчик, в здание ЦП по СКФО, и не пришел в кабинет следователя и не попросил его там составить протокол. Все улыбаются, все знают, но при этом решение принимается абсолютно противоположное. Непосредственно в ходе предварительного следствия защита, я буду говорить за себя, мы сталкиваемся с такими вот, знаете, абсолютно необоснованными решениями со стороны как следствия, так и суда. Во-первых, мною неоднократно заявляются ходатайства по тем или иным причинам, даже по тем материалам, которые должны нас ознакомливать в ходе предварительного следствия. И следствие обязано это делать своевременно. На данные ходатайства нам даже не отвечают месяц-два. При этом нам утверждают, что они в течение 3 суток, как и должно по закону, по 120 статье Уголовно-процессуального кодекса, заявленные ходатайства рассматриваются в течение 3 суток. Но вопреки этим требованиям, следствие в течение нескольких месяцев нам не отвечает. При этом, соответственно, защита принимает соответствующие действия согласно статье 125 Уголовно-процессуального кодекса. Как действия, так и бездействия следователя, следствия, мы обращаемся в суд. При этом мы не с голыми руками идем в суд. До того, как обратиться туда, я направляю запрос Почту России, были ли на мое имя какие-то письма с Ессентуков, с ГСУ, Следственного комитета по СКФО. На что я получаю ответ на мой запрос, что на мое имя никаких писем с данной организации не поступало. И я суд представляю эти документы. Следователь приходит и говорит, мы отослали, мы не знаем. Почта говорит, к ним не поступало. При этом суд говорит, у нас нет основания не доверять следствию. И на каждую нашу жалобу вот, придумывает себе какие-то основания необоснованные и отказывает. Далее. Вопреки установленным правилам, меру пресечения Малсегу Ужахову продлили непосредственно в городе Нальчик, городском суде Кабардино-Балкарской республики. Если даже допустить
процессуальное задержание Ужахова на территории города Нальчика, то по правилам, если нет возможности в течение 48 часов доставить его по месту фактического задержания, то есть Республика Ингушетия, что тоже не является проблемой, за час езды там расстояние только 100 километров, за час можно добраться. Допускается избрание меры пресечения непосредственно на месте задержания, но при продлении указанное правило не действует, о чем тоже защитой было заявлено в суде. При этом суд абсолютно не обращает на это внимания. Фактически мы сталкиваемся с тем, что в судах такие фундаментальные нарушения имеют место быть. Вот у меня на руках протокол судебного заседания Ессентукского городского суда на очередном продлении не только меня, но и прокурора, но и Ужахова, самого обвиняемого, лишили права на прения сторон и заключительного слова. Это основание является одним из фундаментальных, которые указаны в судебный акт от 24 сентября 2019 года о продлении срока содержания под стражей Малцега до 25 декабря, является незаконным. Нет ни одного закона, нет ни одного правила, прописанного в законодательстве в Уголовно-процессуальном кодексе, где можно без прений сторон проводить судебное заседание, кроме как рассмотрения жалобы по 125 статье, где непосредственно в диспозиции прописан регламент суда. Данные обстоятельства мной были расписаны в своем апелляционном жалобе, как в основной жалобе, так и в дополнительной, которую я предоставил в Ставропольский краевой суд. Там тоже на это не обращают внимания. То есть человека лишает прений сторон, заключительного слова, но при этом Ставропольский краевой суд говорит, что это все законно обосновано. Помимо этих указаний, в Ессентукском городском суде по рассмотрению ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей, согласно статье 259 Уголовно-процессуального кодекса, должен вестись в обязательном порядке протокол судебного заседания, то есть аудиопротокол, кроме письменного. Для чего введена эта норма? Для того, чтобы суды в последующем в письменном виде не подправляли те ошибки, которые ими были допущены. Сразу после заседания мною было заявлено ходатайство о предоставлении аудиопротокола и письменного протокола, на что я получил абсолютно абсурдный ответ от секретаря суда, что они аудиопротокол не ведут по досудебным материалам, что закон их не обязывает. Как раз таки закон обязывает вести и аудиопротокол, и в письменном виде протокол. Но все же я получил письменный протокол, в котором четко, ясно зафиксировано, что прений сторон не было и заключительное слово не предоставляли Ужахову. Тем самым были допущены фундаментальные нормы, которые, безусловно, являются основанием для отмены судебного акта. Вот так вот. Вообще мы очень с многими нарушениями сталкиваемся, даже в том плане, что нам следствие не предоставляет ни одного документа, кроме как постановления о привлечении в качестве обвиняемого. И то стараются его нам дать в неподписанном виде. А самому обвиняемому, естественно, они подписывают, вручают. А защитникам пытаются даже дать просто копию, не подписанную. Между тем, 47-я статья Уголовно-процессуального кодекса обязывает следствие предоставлять те документы, с которыми защита должна быть немедленно ознакомлена. Это есть и экспертизы, и постановления, даже в том случае, если мы затребуем непосредственно их показания, которые даны ими во время предварительного следствия, их тоже нам должны выдавать.
Следствие нам ссылается на 47-ю статью и говорит, что они не обязаны нам выдавать копии экспертиз. Но почему-то и следствие, и прокуратура забывает о том, что Конституционный суд постановил в своем определении, что выдача экспертиз, ознакомление и получение копий экспертных заключений не связано с 217 статьей, то есть ознакомление со всем уголовным делом. То есть нам не нужно ждать этого. Чтобы реализовать свое право на защиту, мы должны, естественно, получить копии экспертиз. У нас есть право не согласиться с заключением эксперта, вывести ошибку. В конце концов, мы имеем право сделать рецензию на указанную экспертизу, направить его следствию о том, что ошибочно сделаны выводы. Помимо этого, мы просим следствие ознакомить нас с теми материалами, которые направляются эксперту, на основании которых вот все эти экспертные заключения выносятся. В этих ходатайствах нам тоже отказывают, и мне, и моему подзащитному. Все это вкупе приводит к тому, что право на защиту Ужахова грубо нарушает. То есть мы не можем фактически реализовать, я как адвокат не могу реализовать свои полномочия, и Ужахов не может реализовать свое право на защиту. Все эти фундаментальные нарушения имеют место быть, мы с ними встречаемся и фактически каждый день боремся с этими. Если у вас есть дополнительные вопросы, я готов ответить. Спасибо. Вопросы потом, после того, как все выступят. Я предоставлю слово адвокату Алексею Мирошниченко, защитнику лидеров протеста Ахмеда Барахоева, Мусы Мальцагова, Бараха Чмурзиева и Малса Гаушакова. Уважаемые друзья, о многочисленных нарушениях в так называемом ингушском деле можно говорить очень много. В совокупности они показывают общую картину фальсификации в условиях безнаказанности, правового нигилизма и даже просто невежества сотрудников следственных органов. Происходящее с данным делом четко показывает, что это явно работа не в рамках правового поля, а выполнение некого заказа, исполняя который следственные работники зачастую не соблюдают даже видимости соблюдения норм УПК. Я разобью на три основных, как говорится, вида нарушений. По каждому проговорю, немного скажу. В деле отсутствует надлежащее обвинение. Это важнейшее, как говорится, основное базовое нарушение, которое говорит о фальшивой сущности самого уголовного преследования. Все наши подзащитные привлечены к уголовной ответственности по обвинению, не сформулированному должным образом и не соответствующему требованиям уголовно-процессуального закона, то есть без надлежащего правового основания. Это же, в свою очередь, позволяет сделать вывод о незаконном характере применения к ним любых мер пресечения. В соответствии со статьей 171 УПК, постановление о привлечении в качестве обвиняемого должно быть приведено описание каждого деяния с указанием времени, места, а также иных обстоятельств. Что еще крайне важно? Постановление о привлечении в качестве обвиняемого является индивидуальным документом и выносится персонально в отношении каждого лица с указанием всех вышеуказанных обстоятельств, относящихся именно к этому лицу. В нашем же случае, в нарушение вышеуказанных норм УПК, обвинение по части 3 статьи 33 и статьи 318 УК РФ в отношении наших подзащитных Барахоева, Мальцагова, Ужахова, Чемурзиева практически дословно повторяют друг друга и при этом не содержат указания на конкретные деяния, которые, по мнению обвинения, совершены каждым из обвиняемых. Фактически названным лицам предъявлено одно обвинение, составленное во множественном числе. В тексте даже зачастую указано, например, «Ужахов совершили», что не только незаконно, но и неверно с точки зрения норм русского языка. Кроме того, содержание обвинения недоступно для понимания. Из его текста невозможно сделать вывод о том, какие именно противоправные деяния инкриминируются обвиняемым. Из обвинения абсолютно неясно, каким образом можно организовать причинение телесных повреждений конкретным сотрудникам органов Росгвардии иными конкретными лицами. В обвинении не описаны никакие действия, которые, по мнению следствия, совершил каждый из обвиняемых
То есть как именно обвиняемые организовали и руководили, в кавычках, применением насилия к сотрудникам. То есть наши подзащитные фактически лишены права знать, в чем они обвиняются, и возражать против обвинения. Из всего изложенного следует один главный вывод. Ненадлежащим образом сформулированное обвинение тождественно его отсутствию как таковому. Следующая группа нарушений, на которые бы хотелось обратить внимание. Давайте так. Дополнительно следует обвинение, еще Ужахов у нас обвиняется по статье 239. Это, как говорится, действие, то есть Совет Тейпов, который он возглавлял, объявлен фактически экстремистской группировкой. Постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в этой части также нарушает требования статьи 171 о наличии достаточных доказательств, дающих основания для определения обвинения. В соответствующем постановлении отсутствуют указания на какие бы ни было противоправную деятельность возглавляемым организацией Совет Тейпов. Содержание там описания якобы противоправных деяний касается лишь действий самого Ужахова по размещению видеообращений в сети интернет, но никак не связано с деятельностью возглавляемой им некоммерческой организации. Более того, в самом обвинении верно утверждается, что организация была создана и действовала в соответствии с законом и с законными целями, что само по себе исключает возможность обвинения в обратном. Кроме того, в постановлении не приведены данные о месте, времени, обстоятельствах предполагаемого совершения Ужаховым инкриминируемых ему деяний. Вместо этого использованы такие формулировки, как в неустановленное следствием время, в неустановленном месте, при помощи неустановленных в ходе предварительного следствия лиц. Указанное обвинение также незаконно, свидетельствует о незаконности такого обвинения. Все наши жалобы на пороки содержания обвинений по сути игнорируются следственными органами и прокуратурой. Ответы на них зачастую выглядят просто издевательски. Мы им пишем про содержание текста обвинения, а следователи прокурора как будто нас не понимают и что-то рассказывают о наличии каких-то доказательств в деле. Вот далее я расскажу о некоторых иных нарушениях, которые в совокупности образуют сплошное попрание прав на защиту. Следствием грубо нарушается право обвиняемых на защиту и права их защитников. В чем это выражается? Руководителем следственной группы, следователем Нарыжным, запрещен прием другими следователями на руки заявлений и ходатайств адвокатов. Организованный прием адвокатов не в городе Ессентуки, где расположен следственный орган, не в городе Нальчик, где большая часть обвиняемых находится, не в городе Магаз, где якобы происходит расследование, не производится. Следователи не сообщают по просьбе защитников ни контактных номеров телефонов, ни иных способов оперативной связи с ними. Сам Нарыжных от каких-либо контактов с защитниками просто уклоняется. Единственным доступным для защитников способом коммуникации со следствием является Почта России. Однако полученные таким образом заявления и ходатайства сотрудниками следственных органов рассматриваются в порядке рассмотрения обращений граждан. То есть это в месячный срок, что недопустимо в рамках уголовного процесса, потому как все ходатайства должны рассматриваться незамедлительно или в течение 3 суток. Все это является прямым нарушением положения законодательства и существенно затрудняет реализацию обвиняемых своих законных прав. В результате такой извращенной коммуникации защитники надлежащим образом и вовремя не уведомляются о предстоящих следственных действиях, чем также нарушаются права последних. Ну, еще мне хотелось бы остановиться на следующем моменте. Это тема нарушения территориальной подсудности материалов, связанных с обжалованием действий следователя, избрания и продления сроков содержания под стражей. Этой темой лично я занимался особенно много, писал соответствующие жалобы в Генеральную прокуратуру, где ставил вопросы о проверке действий следователя Нарыжного и других должностных лиц на предмет наличия в них составов преступлений, предусмотренных статьей 285 Уголовного кодекса. Мы при этом полагаем, что в этом деле не следует дожидаться некого, я бы сказал, момента истины, то есть когда уголовные дела попадут в суд для рассмотрения по существу. Эти нарушения следует фиксировать по мере выявления и сразу обжаловать в различные инстанции, чтобы пороки расследования были очевидны уже до рассмотрения этих дел в судах.
На первый взгляд кажется, что эти вопросы не имеют принципиального значения, все суды вроде одинаковые, и якобы нет разницы, где эти дела рассматриваются. Но это только на первый взгляд. Есть такое понятие, как право на справедливый суд. Это вот в статье 6 Конвенции о защите прав человека, статья 6, так и называется, право на справедливое судебное разбирательство. То есть каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях при определении ему любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым беспристрастным судом, и здесь внимание, созданным на основании закона. Этой международной правовой норме корреспондируются и нормы, содержащие в статье 47 Конституции, а также в УПК Российской Федерации. Данное право препятствует возможности рассмотрения материалов дела специально подобранным судом. Да, безусловно, это не гарантия беспристрастного суда, особенно в российских реалиях. Однако все-таки определенный барьер для незаконной деятельности спецслужб и формальный повод для протестования принятых решений с далеко идущими последствиями. В нашем деле явно проглядывается неблаговидная роль следователя Нарыжного и иных его сподвижников, которые явно сфальсифицировали задержание более 30 обвиняемых по делу якобы в городе Нальчике. Вот Джабраил уже об этом сказал только про Ужахова, а я скажу, всех 30 человек задержали в городе Нальчике. Наверное, они сами туда пешком пришли, изъявились в местное МВД и там составили протоколы. Далее. Они скрывали от защиты постановление определения местом расследования город Магаз. И при этом незаконно и искусственно манипулировали местами следствия и содержания под стражей явно не в правовых целях. 4 апреля 2019 года, то есть в самом начале расследования, руководителям следственного органа выносится обоснованное и мотивированное постановление о месте расследования дела. И этим местом установлен город Магаз, Республики Ингушетия. После того, как мы узнали об этом постановлении, нами были направлены 2 жалобы в порядке 125 статьи, это обжалование действий следствия, именно в Магазский районный суд. По явно надуманным предлогам суд отказался рассматривать эти жалобы, и до настоящего времени эти отказные решения обжалуются в вышестоящие суды. Когда факт сокрытия от защиты постановления от 4 апреля стал известен, органы следствия и прокуратура стали задним числом якобы менять место следствия на город Ессентуки, то есть по месту нахождения Главного следственного управления по Северному Кавказу. Но делали это крайне топорно. Сначала они вынесли новое постановление якобы от 1 августа, но потом, видимо, сообразив, что о том, что теперь местом следствия является город Ессентуки. Но потом они, видимо, сообразили, что мест предварительного следствия стало 2, что в принципе быть не может. Вынесли еще одно постановление уже об отмене постановления от 4 апреля о том, что местом является город Магаз. Как я уже сказал, более 30 человек, включая наших позащитников, причем в разное время, не в один день. Все они каким-то образом оказались в городе Нальчике, где и были составлены протоколы задержания. Однако мы все прекрасно понимаем, что они были туда доставлены, когда уже были фактически задержанными в Ингушетии. Некоторых даже доставляли туда вертолетами. И на этом фальсифицированном основании следователями были направлены в Нальчикский городской суд, якобы по месту задержания ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. И все эти ходатайства были судом Нальчикским городским удовлетворены. При таких обстоятельствах факт незаконного содержания под стражей столь значительного числа жителей Республики Ингушетия совершенно в ином отдаленном регионе невозможно считать случайным стечением обстоятельств. Это неприкрытая умышленная фальсификация обстоятельств и материалов дела, выполненная для создания условий принятия решений о дополнительных незаконных ограничениях конституционных прав обвиняемых. Далее, уже даже не пытаясь создать какую-то видимость законности, обвиняемые продлевают срок содержания под стражей также в Нальчикском городском суде. Хотя уже продлевать сроки содержания в Кабардино-Балкарской республике в принципе нельзя, даже если там ранее кого-то якобы задержали. А в отношении Ужахова и Барахоева этот букет нарушений усугублен еще и тем,
что они в это время, в отсутствии каких-либо законных оснований, незаконно содержатся вообще в СИЗО города Владикавказа. Это административный центр Республики Северная Осетия и Алания, то есть еще в одном субъекте РФ, также никак не связанном с расследованием данного дела. Ну, впоследствии очередное продление, например, срока содержания Барахоева под стражей проведено уже Ессентукским городским судом Ставропольского края. Но опять же, не по месту предварительного следствия, то есть в городе Магаз, и не по месту незаконного их содержания под стражей в городе Владикавказ. Для этого Барахоева вывезли в ВВС МВД РФ по городу Ессентуки более чем за 200 километров от места следствия, под явно надуманным и ложным предлогом, якобы для ознакомления с постановлением о назначении экспертизы, которое при этом было вынесено в городе Магасе. Иная, скрываемая цель следствием вывоза Барахоева в Ессентуки, подтверждается тем, что это сделали еще 2 августа, причем тайно, не уведомив защитников ни о вывозе, ни о намечаемых процессуальных действиях, что априори исключало возможность их производства. Они и не производились, эти следственные действия, до самого дня судебного заседания по рассмотрению ходатайства о продлении срока. Значит, его вывоз в город Ессентуки был заведомо незаконным, осуществлен исключительно для создания ложной видимости места содержания под стражей. Не говоря уже о том, что ИВС в данном случае, согласно закону о содержании под стражей подозреваемых обвиняемых, вообще не является законным местом содержания под стражей, ввиду явного отсутствия законных оснований перевода обвиняемого, содержавшегося в СИЗО. Эти манипуляции невозможно объединить ничем иным, кроме стремления к обращению в специально подобранный суд. Особенно после того, как Верховный суд Кабардино-Балкарии одним из своих апелляционных постановлений указал на неэффективность расследования и необоснованное затягивание следствия, сократив продленный судом первой инстанции срок содержания Барахоева до другой даты. Ну, а вышеуказанная переписка с Генеральной прокуратурой по вопросам возможных злоупотреблений следователя Нарыжного ведется нами с августа месяца. До настоящего времени авторы ответов, а нам приходится постепенно проходить этапы этой иерархии, таковы правила, и мы пока остановились на уровне начальника управления Генеральной прокуратуры по Северо-Кавказскому округу, пока просто делаю вид, что не понимают, о чем им пишут, отделываясь дежурными фразами о том, что все законно и обосновано. Остается писать дальше, пока не дойдем до самого генерального прокурора, может, ему стыдно будет тиражировать удивительные перлы своих подчиненных. Ну, а тем временем, что хочется сказать в итоге, уже закончено расследование по уголовным делам в отношении некоторых обвиняемых. Об этом подробно расскажет другой адвокат. Но что интересно по этим делам? По ходатайству заместителя генерального прокурора Верховным судом России изменена территориальная подсудность. Опять же, к вопросу подсудности. И уголовные дела в отношении Нальгиева, Зязикова, Хамхоева, Аушева направлены для рассмотрения по существу в Железноводский суд Ставропольского края. Основанием для такого решения послужила лишь некая информация ФСБ о том, что, дословно, фигуранты дела имеют обширные, в том числе родственные тейповые связи в судебной системе республики, в частности, в Верховном суде Республики Ингушетия и Магазском районном суде. Мало того, что такая неконкретная информация в принципе не может быть источником доказательств и не содержит в себе реальных сведений о необходимости изменения подсудности, заменяя их абсолютно декларативными заявлениями. Одна еще это решение представляет из себя недопустимое отношение к населению Республики Ингушетия, как я бы сказал, как к туземному населению, судебные округи на которые якобы не могут и не способны отправлять правосудие по таким делам на веренной территории. От такого подхода, я бы сказал, даже попахивает обычным расизмом. Ну, это все. Спасибо. Адвокат Хусейн Гулиев защищает Магомеда Аздоева, участника митинга в Магасе, обвиняемого по части 1 статьи 318 УК РФ, то есть применение насилия по отношению к представителю органов власти, не опасного для здоровья. Прошу. Спасибо.
Мне бы на что хотелось обратить внимание, в принципе, по поводу тех, скажем так, вопиющих нарушениях, которые допускаются органам предварительного расследования. Безусловно, это все происходит с попустительства судебных органов, которые призваны, скажем так, как раз-таки следить за соблюдением закона. Я сейчас поясню конкретно по ситуации, касаемой Оздоева Магомеда Абуязитовича. Это один из фигурантов уголовного дела, который, скажем так, находится в числе тех людей, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство. То есть на сегодняшний день у нас одно основное уголовное дело, по которому проходит, скажем так, лица, которых следственный орган позиционирует как организаторов применения насилия. То есть из этого уголовного дела выделяются в отдельное производство уголовные дела в отношении конкретных молодых людей, которые, как они сами признали непосредственно факт, да, то, что вот имела место стычка, они их выделяют в отдельное производство. Изначально вообще, в принципе, по непонятным причинам все это как бы было свалено в одну общую кучу. При этом несложно догадаться, да, какую цель преследовал следственный орган. То есть не, скажем так, объединив все это в одну кучу, у них бы по большому счету не получилось бы, скажем так, говорить о том, что лица, которых они позиционируют как организаторы митинга, то есть привлечь их к какой бы то ни было ответственности или, скажем так, в принципе, никак бы не смогли формулировать, да, вокруг них свое обвинение. Что касается Оздоева Магомеда. Изначально он обвинялся также в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318. Чтобы имели понимание, на сегодняшний день 80% всех, кто содержится под стражей, они до сегодняшнего дня абсолютно необоснованно обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318. Потому что никаких тяжких последствий, никакого тяжкого вреда здоровью относительно тех сотрудников, с которыми они непосредственно имели контакт, таких последствий, как вред здоровью, не наступило. Для чего это делается? Это делалось изначально для того, чтобы, скажем так, протащить через судебные органы вопрос об избрании меры пресечения. В нашем случае, я думаю, коллеги со мной согласятся, мера пресечения – это все-таки не инструмент обеспечения должного хода следствия, а форма давления на людей. То есть в последующем, скажем так, манипулируя положением людей, которые находятся в следственных изоляторах, следственный орган делает, скажем так, предложение людям, от которого, собственно говоря, тяжело отказаться. То есть предлагают людям изменить квалификацию их действий с части 2 на часть 1 статьи 318. Само по себе, понятное дело, люди не совсем понимают, что в их действиях-то и нету части 2. Это обвинение было формально предъявлено, чтобы избрать меру пресечения. И предлагают им особый порядок. Что, собственно говоря, и произошло в случае с моим подзащитным Оздоевым. Однако, изучив обвинение, которое ему в итоговой редакции было предъявлено, а именно изучив фабулу этого обвинения, из чего исходит следователь и к чему он хочет в итоге прийти, мы все-таки пришли к выводу о том, что нас этот особый порядок не особо устраивает, скажем так. В чем проблема? Как следует из предъявленного Оздоеву обвинения, он 26 числа приходит на митинг. 26 числа санкционированная часть митинга, то есть никакое даже административное правонарушение тут не усматривается. То есть 26 числа человек приходит на абсолютно законный митинг, и в этот же день в 14 часов дня он уходит с этого митинга. При этом поближе уже к 6 часам, якобы, опять-таки же по версии следствия, происходят какие-то волнения, происходят какие-то события, попытки продлить митинг и так далее и тому подобное. Переговоры с правоохранительными органами, которые настаивали на том, чтобы митингующие совершили те или иные действия. То есть все это происходило по версии следствия, все это происходило в период времени с 6 часов вечера, да, то есть до 5 часов утра следующего дня. При этом в обвинении моего подзащитного расписано, что он в 14 часов дня уходит с площади по своим личным делам и возвращается на эту площадь только в 7 часов утра следующего дня. При этом фабула обвинения.
находясь на площади, то есть следователь в этом обвинении вступает сам с собой в противоречие. То есть он указывает, что человек ушел, что его не было. Потом расписывает на 40 листах действия тех или иных третьих лиц, которые оставались на площади, опять-таки же, если они действительно имели место. Что само по себе, ну, на мой взгляд, исходя в частности из материалов уголовного дела, абсолютно необоснованный вывод. И указывает, что, следуя их призывам, этот человек, вот, вернувшись на следующий день, что-то там совершил. Безусловно, вот касаемо этой позиции, мы следователю заявили свое мнение по этому поводу. Право на особый порядок – это, скажем так, привилегия для человека, который признал свою вину. Мой подзащитный в данном случае признал сам факт. То есть он признает тот факт, что имела место стычка с правоохранительным органом. По этому поводу он не дает пояснений. Обращу ваше внимание, абсолютно идентичная ситуация по всем остальным людям, там 6 человек еще, в отношении которых выделены уголовные дела, но большинство из них на сегодняшний день, я так понимаю, ими заявлено ходатайство о проведении судебного разбирательства в порядке особого судопроизводства. При этом люди исходят из чего? Люди исходят из того, что я же в своих показаниях не говорю, что вот меня там кто-то призвал, или я его слушал, или там, допустим, он все это организовал. В показаниях я это не говорю. Но вместе с тем, обвинение, которое предъявлено следователям, да, где вот все они расписывают таким образом, чтобы создать себе вот какое-то определенное правовое подспорье, чтобы в последующем через это вот влиять на, в частности, и людей, которых они привлекают как организаторов митинга. Они при этом, скажем так, заявляя ходатайство на особом порядке, признают обвинение, то есть в том формате, в той редакции и в той фабуле, которой оно предъявлено следственным органам. В данном случае, если дело рассматривается в порядке особого судопроизводства, то на показания этих людей, которые лежат в деле, никто не обратит никакого внимания в силу одной простой причины. Их никто исследовать в суде не будет, и до них дело просто не дойдет. То есть суд пройдет в таком порядке, что огласят обвинение в той редакции, которую написал следователь. Подсудимый встанет и скажет: я признаю свою вину. При этом у него в подсознании будет, что он абсолютно никаких показаний против кого бы то ни было не давал. А судья вынесет приговор и напишет, что точно так же, по большому счету, как у нас сплошь и рядом происходит, скопирует обвинение, перенесет его в приговор. Собственно говоря, суду это очень удобно. Он избавлен от необходимости расписывать показания свидетеля, которые даны в ходе судебного следствия или там на этапе предварительного следствия. Ничего абсолютно делать не надо. Мы, конечно, понимаем, что как таковой правил преюдиции, да, в случае рассмотрения дела в порядке особого судопроизводства они не действуют. Но, тем не менее, учитывая те нарушения, которые вот, базовых, скажем, даже конституционных прав людей, мы, в принципе, даже боимся предположить, что из этого, скажем так, будут высасывать в дальнейшем следственные органы. Безусловно, приговора в отношении людей, дела в отношении которых выделены в отдельное производство, сразу же по вступлению этих приговоров в силу будут истребованы из судов и положены в одно общее уголовное дело, в рамках которого привлекают и старейшин, и в частности вот женщина одна содержится до настоящего времени под стражей. Я вам приведу выдержку из постановления о выделении уголовного дела. То есть, чтобы было просто понимание. Вот следователь, приходя к выводу о том, что имеются основания для выделения уголовного дела в отношении Оздоева в отдельное производство, приводит вот такой вот вывод. Что в ходе предварительного следствия проведены все необходимые следственные действия, получены якобы достаточные доказательства, подтверждающие вину Оздоева. И дальше вот фраза: кроме того, преступные действия Оздоева являются самостоятельными и не связаны никак с действиями других организаторов и участников массовых беспорядков. То есть само по себе, изначально понимая, что сам по себе отдельный человек на этой площади действует как индивид, действует с учетом сложившейся непосредственно вокруг него обстановки, а не с учетом того, что какие-то распоряжения ему сверху поступают. Тем более мы все прекрасно понимаем, решение о разгоне митинга, оно, собственно говоря, было мгновенным, моментальным, и какие-то действия организовывать, кого-то выстраивать, там в принципе возможностей даже таковых не было. Еще один
немаловажный момент, на мой взгляд. Вот большинство людей, которые на сегодняшний день содержатся под стражей, которых обвиняют в непосредственном применении насилия, да, представителям власти, эти люди, собственно говоря, в ночь с 26 на 27 на площади не находились. Большая часть этих людей, уйдя домой 26 числа вечером, 27 числа с утра возвращается на эту же площадь. При этом надо понимать, что изначально заявка-то на 3 суток была подана, то есть на 3 дня с 10 до 6. Люди возвращаются на площадь, где проводится митинг. При этом на самой площади царит такая атмосфера, что вот-вот сейчас вот силовые структуры начнут разгон митинга. При этом людей, которые идут в сторону этой площади, в больших количествах людей, то есть не просто 1-2 человека, их беспрепятственно пропускают на эту площадь. То есть люди проходят, их никто не останавливает, им никто не говорит, здесь несанкционированная часть митинга там, или еще что-то. Никто не говорит, что, возможно, здесь сейчас беспорядки будут. Люди беспрепятственно проходят на территорию. Что опять-таки же говорит о том, что в сознаниях-то людей, когда они возвращаются на эту площадь, да, как раз-таки, как вчера был митинг, да, вот выступление, кто-то будет выступать, кто-то будет говорить, кто-то будет слушать. То есть люди возвращались именно вот с этими намерениями. По большей части, конечно, я не буду сейчас акцентировать внимание на тех или иных процессуальных нарушениях, которые допускаются в ходе предварительного расследования. В нашем, единственное, что я скажу, в случае с Оздоевым, скажем так, номер с особым порядком у следственного органа не прошел. То есть мы на сегодняшний день не ходатайствовали о применении особого порядка судопроизводства, и при этом мы заявили следователю ходатайство, что неверно составленное и противоречащее обвинение с самим выводом следователя, то есть следователь в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, моего подзащитного непосредственно, приводит взаимоисключающие выводы. То есть здесь он говорит, человек ушел, его здесь нету, а здесь он говорит, что вот путем вот каких-то призывов. При этом абсолютно никаких доказательств, обращаю ваше внимание, абсолютно никаких доказательств в деле, в частности, Оздоева, кроме того момента, что Оздоев сам признал факт, что он был на этой площади, кроме того момента, что Оздоев сам признал тот факт, что вот он действительно имели место с его стороны определенные действия, но опять-таки же Оздоев пояснил, что действия его, непосредственно действия, были спровоцированы не какими-то выступлениями каких-то третьих лиц. Действия Оздоева были спровоцированы в конкретный момент той обстановкой, в которой он оказался. То есть толпа людей и надвигающиеся люди со щитами. Соответственно, в показаниях Оздоева говорит, его несколько раз ударили дубинкой. По большому счету он говорит, я ничего не делал, меня несколько раз ударили дубинкой. Соответственно, это спровоцировало с его стороны ответную реакцию. Что из этого получится, конечно, в дальнейшем мы увидим. Но как бы там ни было, изучив вот представленный мне материал, я с материалами уголовного дела непосредственно в отношении Оздоева ознакомлен уже в полном объеме. Позиция моя, в частности, вот по тем нарушениям, они из моего дела усматриваются, которые я вот сейчас изучаю. Я полностью согласен с коллегами. Творится, по большому счету, вот в данном случае процессуальная анархия со стороны следственных органов, причем абсолютно бесконтрольная, на все жалобы, на все доводы, по большому счету, просто отвечают в форме отписок. Пожалуешься прокурору, прокурор спустит по, скажем так, подведомственности в ту прокуратуру, которая сейчас непосредственно курирует эти вопросы. Пожалуешься руководителю следственного органа, опять отписка. То есть никакого абсолютно контроля за тем, что происходит, со стороны надзирающих органов нету. Жалобы в суд уже мои коллеги вам рассказали, к чему приводят. Посмотрим, что из этого получится. Всем спасибо за внимание. Спасибо, Хусейн. Слышно, да? Прежде чем передать слово Билану Дзугаеву, два буквально комментария коротких. Просто посмотрите, вам роздан документ. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого Бадиева Адама Мусаевича, да? Он у вас. Вот чтобы прокомментировать и проиллюстрировать слова, сейчас сказанные Хусейном Гулиевым. Вот все, что он говорил, в этом постановлении есть.
Человека обвиняют в том, что он бросил камень в полицейского. Но посмотрите этот текст. Он просто безграмотно, не только в правовом смысле, но и с точки зрения русского языка составлен. Тем самым, кстати, следователем Нарыжным, о котором тут говорил Алексей Мирошниченко. Так вот, смотрите, почему он так безграмотно? Что за такие фразы? Вот посмотрите, фразы с страницы 5 на страницу 6. На целую страницу. Одно предложение, полное непричастными оборотами. Начав читать, уже забываешь, с чего там начиналось к концу. Вот вы попробуйте, прочтите вслух потом хоть одно здесь предложение. Вы увидите, что это невозможно. Почему так сделано? Да потому что везде следователь включает слова о организации, о призывах, о разжигании вражды со стороны, и дальше перечисленится: Барахоев, Ужаков, Погоров, Чемурзиева, Мальцагов, Саутиева, Нальгиев, Хаутиев. Да? И так в каждую фразу засовывает следователь. Все время политическая вражда и призыв каких-то организаторов. Вот это попытка искусственно создать какое-то дело о организованной группе, которая все это организовала. Вот понимаете, и вот то, о чем говорил только что Хусейн, давая человеку возможность идти на особый порядок, человек вот такой текст подписывает, он признает, что он бросил, да, камень. Представим себе, в данном случае Бадиев не признает это, и нет никаких доказательств. Ну вот представим себе, какой-то человек признает. Да, но больше ничего. Но в обвинительном заключении и в обвинении, которое ему предъявляется, вот это есть, эти все искусственно выдуманные, написанные фразы о некоторой организованности. И действовал он под влиянием этих лиц. Понимаете? Вот это и есть та уловка, о которой говорил Хусейн, та попытка искусственно создать дело и навязать вот такой подход тем, кто согласится на особый порядок. Опасная ситуация. Извините, да? У Хусейну надо бежать, поэтому он должен убегать, к сожалению. Ему на суд надо идти. Вот, меня уже ждут, собственно говоря, если вы позволите. Спасибо, Хусейн, Всем большое. спасибо. Предоставляю слово адвокату Белану Зугаева, защитники Зарифа Саутиевой, члены Ингушского комитета национального единства. Как раз Зарифа и среди тех обвиняемых, которым обвиняют часть вторую, заметим, вторую 318 статьи, то есть причинение насилия опасного для здоровья по отношению к представителям власти через организацию, через статью 33. Пожалуйста. Приветствую, друзья. Зарифа Саутиева. Я бы хотел сказать сначала, кто она такая. Кратко, я долго не буду выступать, в процессуальные тонкости не буду вот это все входить. Зарифа Саутиева является музейным работником, чтобы вы понимали. Она всю жизнь, ну, не такую долгую, да, молодая женщина, она проработала в музее, она заместитель директора музея мемориала памяти политических, людей, жертв политических репрессий. Да. Сегодня она сама признана политзаключенной. Она дочь людей, тоже репрессированных. Ее родители в детстве были депортированы из ЧССР в Казахстан. Многие члены семьи ее родителей там умерли от голода, от болезней, в том числе ее непосредственные бабушки и дедушки. При этом, чем она была известна в республике? Тем, что она была активным таким культурным работником, она организатор, но не того, в чем ее обвиняет следствие, а она организатор многих выставок, картинных и так далее, в том числе и памяти погибших сотрудников полиции, то есть сотрудников правоохранительных органов, да, вот, которые у нас погибли в 2000-е годы.
она в том числе и памяти их проводила там, фотовыставки и так далее. Поэтому ее многие в республике знают как просветителя, как культурного работника. Хотя сегодня все это следствие оборачивает против нее. То есть, что у нее вот такие организаторские качества, ага, значит, она могла организовать. Так ее все знают, ага, значит, она там может население республики настроить. То есть такой властью она, получается, обладает, работая в музее. Надо сказать, что то обвинение, которое сегодня предъявлено, ей крайне тяжело вот, морально это все переносить. Почему? Потому что она всегда была, вот я много с ней общаюсь, противником каких-то насильственных действий. И вообще все участники этого митинга, вот если вы помните, октябрьские, очень гордились тем, что там не нарушается порядок. И она была одним из тех людей, который в октябре участвовал в этих митингах, и она тоже этим гордилась. То есть обвинять ее в том, что она организовала там, избиение этих росгвардейцев, а потом не выпускать ее из-под стражи, мотивируя это тем, что она, если выйдет, может этих потерпевших росгвардейцев где-то там найти и заставить их изменить показания, а именно вот такие формулировки используются. Но это все крайний цинизм, мы считаем. Что она делала 27 марта на площади утром? Ну, есть такое понятие, как гласность. Да? Вот много поколений граждан этой страны за эту самую гласность бились. Да? Вот в том числе, может быть, где-то их фотографии есть в этом зале. Она 27-го утром приехала на эту площадь, чтобы снимать все в прямой эфир. Так как большой период времени в республике глушился интернет. И люди не знали, что, в том числе и в то утро, многие люди не знали, что начался разгон. Она приехала, она услышала, что была попытка разгона, и приехала это снять, чтобы люди видели, чтобы была прозрачность, что происходит, чтобы люди видели, нарушаются ли чьи-то права. Конечно, она не знала, что ее действия будут потом расценены государством как преступление. Что она приехала, наоборот, не допустить никаких преступлений. Так как она может снять и показать миру, надеясь, что если весь мир увидит, то преступлений не будет. Но она, к сожалению, и как и все мы, ошибалась, так как государство это восприняло вот так. Она снимала. Она не является профессиональным политиком там, или оппозиционером. Просто когда в октябре начались вот эти стихийные, а это были стихийные митинги, в октябре в республике, против того, что население республики не участвует в решении важных для республики вопросов. Люди вот против этого вышли. Не какие-то конкретные вопросы, а уже устали люди от того, по крайней мере, и Зарифа так считает, и многие люди так считают, устали от того, что их мнение никого не интересует, в том числе и по жизненно важным вопросам. И она тогда начала участвовать как активист. Как человек, который будет, как гражданский блогер, и это против нее сегодня обернули, в обвинении указано, что, используя свои навыки интернет-блогинга, она совершила это преступление. То есть вы сейчас, снимая, возможно, вы тоже совершаете преступление по логике следствия. Используя навыки интернет-блогинга. Против нее обернули все, даже то, что она женщина. С самим фактом своего нахождения как женщины на митинге, обязывая мужское население любым способом обеспечить свою безопасность. Вот такая формулировка в постановлении о привлечении. То есть то, что она женщина, вот она из-за этого она подогревала толпу, взывая к чувству национального единства. Ну, такие формулировки, честно сказать, не ожидали мы встретить все это в таком серьезном документе, как постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Ну, не должно быть там таких вот фраз, скажем так. Почти беллетристика, в общем. Вот что она делала. Она снимала в то утро. Вот это, в этом ее преступление. Кратко скажу дальше, как все происходило. 3 апреля к ней утром ворвались сотрудники полиции. Мы говорим ворвались, почему? Потому что это невежливо постучали, это перепрыгивают через заборы, подъезжает Урал и, в общем, страшно пугают. Да? Там у нее в доме были маленькие дети, там где-то семья ее брата, она с братом живет. После чего в масках просто берут, заталкивают и куда-то увозят. Я в то утро подъехал туда, и ко мне люди вышли некие в масках, никто не захотел представляться, никто не захотел предъявлять мне адвокату удостоверение. На мой вопрос, куда вы, что вы сделали с человеком, кто вы вообще такие,
мне сказали, мы не справочное бюро, ну разбирайся, ищи сам. Ну, естественно, я обратился в полицию и так далее, что вот неизвестные люди похитили человека. Ну, полиция, конечно, разбираться не стала. В этот день ее продержали до вечера, в итоге просто оштрафовали. Судья Магасского районного суда, опять же, я участвовал в этом заседании, когда уже нашел ее ближе к вечеру в суде, просто нашел, так сказать, по мне, люди просто позвонили, сказали, вот ты ищешь ее, да, вот она в суде. Я приезжаю туда, она там вроде бы и никем не арестована, и не задержана, но фактически в окружении 4 сотрудников полиции, да, вот как особо опасный преступник. Хотя, в общем, на мои возражения судья, а в чем ее преступление, правонарушение, тогда речь шла об административном правонарушении. Мне сказали, ну она же там участвовала, она там была. При этом в материале было указано, что сотрудники полиции просили людей разойтись до 4:30 утра. Она приехала туда позже. Соответственно, она даже не слышала, что кого-то просили разойтись. Я судье на это указал. Но судья проигнорировал, и максимальное наказание там, до 20 тысяч рублей, 20 тысяч рублей. То есть это о вопросе связи с судьями, родственной связи с судьями. Ну, максимальные тогда всех оштрафовали. Где здесь клановость и так далее? Судьи никого не пожалели. В том числе и людей, у которых зарплата 15 тысяч рублей, там 16 тысяч рублей в регионе, да, ему 20 тысяч штраф, кому-то и 150 тысяч штраф дали, Малсугу Жахову и так далее. Вот 3 апреля, и потом отпустили. И уже, в тот день многих и не отпустили. Вот ее отпустили, и 12 июля ее задерживают, опять же. И 13 июля начинается заседание, и 15 июля уже ей избирают меру пресечения. Как ей избирают меру пресечения? В основу кладут документы, которые, по мнению следствия, доказывают ее причастность к организации избиения. Какие документы? Кратко я один документ просто назову. Это экспертиза лингвистическая. Вот тех самых слов, которые она произносила, снимая в прямой эфир. Опять же, вот возвращаемся к этому. Каких слов? Она кричала, она просто видела, когда началась потасовка, она начала кричать. Ну не кидайте стулья, она кричала. Кто-то кидал стулья в сторону сотрудников полиции. Она кричала, не кидайте стулья. Я судье объясняю. Ваша честь, говорю, если я не понимаю, я говорю, в чем суть? Почему? Если бы она кричала, кидайте стулья, я понял бы, почему мы здесь собрались. Она говорит, не кидайте стулья. Она говорит, не напирайте. Более того, в этой экспертизе был заведомо ложный перевод был некоторых ее слов. Там были металлические заграждения, которые стояли между полицией и протестующими. Они упали. Она говорит кому-то, ну, там люди бегают, она говорит, поднимите эти заграждения, выровняйте их. Она говорит, выровняйте, по-ингушски. В экспертизе перевели так, скажите ребятам, что выравнивались и отходили назад. Я владею ингушским языком в совершенстве, да, я понимаю, что она говорит. И эксперт, если он владел бы, или он не владеет, или это заведомо ложного перевода осуществил. Поэтому мы требовали эту экспертизу, мы требовали право ознакомиться с ней, мы требовали заново провести эту экспертизу, нам во всем отказали, или вообще игнорируют наше ходатайство, об этом уже все говорили. Вот так, притом даже не совсем грамотно была эта экспертиза. Да? В экспертизе указано, данное высказывание Саутьевой не имеет конкретного адресанта. Адресат – это к кому обращается, вот это хотел сказать эксперт, то есть не имеет конкретного лица, к которому она обращается. Но пишет адресанта. Адресант – это тот, кто обращается. Фактически они говорят, данные высказывания Саутьевой никто не произносил. Это в экспертизе, это вроде мелочи, но на основе этих мелочей человек сегодня 4 месяца под стражей сидит. И судья все это, конечно, проигнорировал. Это просто один момент, мы там много чего указывали. Как продлевалась мера пресечения? Судья 2 часа слушал просто целый корпус наших возражений, после чего сказал, вы это все вопросы, вы сейчас вины и невиновности здесь обсуждаете, это меня не касается, и, в общем, продлить. То есть оставить в силе. Как продлевалась мера пресечения? Вот как здесь уже рассказывали, судья даже где-то не удалилась в совещательную комнату, где-то последнее слово не дала. Это все нормально. Мы, честно говоря, были поражены тем, как проходят суды в Ставропольском крае. Я после этого похвалил наших ингушских судей. Я говорю, вы, оказывается, хорошо работаете по сравнению с тем, что мы там увидели. Вот так все это происходит, к сожалению. И обо всех нарушениях долго говорить мы не будем говорить. Просто мы хотим сказать, последний раз, последнее завершаю, продлевали ей срок содержания под стражей, в основу всего легли справки ЦП.
Справки ЦП не могут быть основанием для продления. Это просто сотрудник полиции там сел, напечатал, распечатал, подписал и принес в суд. Это не доказательство, чтобы человеку оставлять под стражей. В этих справках, в том числе, была явно ложная информация. Например, что Саутиева участвовала в Наикажевском кругу в столпотворении. Вот 27-го утром был разгон, и часть людей ушли на Наикажевский круг, федеральную трассу перекрыли. Это уже было стихийно, там были молодые ребята. Указано, что она была там, ее там не было, и все это знают. Указано, что она хотела скрыться за рубеж. При этом 3 апреля у нее следователь изъял загранпаспорт, другого у нее нет. Следствие это зная, в справке пишет, хотела уехать за рубеж. И имея при себе, они указали, загранпаспорт, который они же изъяли. Я судье говорю, ну вот же, вот явно это уже фальсификация, Ваша честь. Судья меня, видимо, не расслышал. В общем, вот такие нарушения, которые вот для нас это явно указывает на то, что это дело объективно расследоваться не будет. Что будет, что есть какие-то указания, и согласно этим указаниям будет расследоваться. Поэтому мы надеемся, что вот, в том числе и ваше участие как-то повлияет на судьбу этих людей. Вся вина которых в том, что они вышли на площадь и просто выразили свое мнение, несогласие. Все, у меня все. Спасибо. Адвокат Магомед Абубакаров, он защищает Бараха Чемурзиева, члена Ингушского комитета национального единства, тоже обвиняемого в организации насилия, опасного для здоровья по отношению к представителям власти. Магомед. Спасибо. Магомед, только возьми микрофон. Он работает. Да, я представляю интересы Бараха Чемурзиева. Ну, сразу хочу сказать, его обвиняют в организации насилия, но Барах Чемурзиев, он руководитель еще общественной организации «Опора Ингушетии», и он действительно организатор, но никак не насилия. Он организатор митинга, который был 26-го. Они уведомления подавали на 26, 27 и 28 число. Говоря об уголовном деле, я не буду повторяться, коллеги так или иначе коротко затронули вопросы, которые нас, защитников по данному уголовному делу, беспокоят. Я все-таки хотел бы резюмировать выступление всех. И первое, о чем хочется сказать, у нас по закону Российской Федерации каждый имеет право мирно собираться. У нас Конституция Российской Федерации имеет приоритет над всеми другими законами. У нас есть нормы международного права, которые мы признаем. Вот нарушение всех этих норм, в том числе нашей Конституции, 26-го, они пытались и 26-го воспрепятствовать этому публичному мероприятию, но 27 числа это все использовали. Там на месте 27 числа у меня, как у защитника по данному уголовному делу, который ознакомлен и с многими документами, и опрашиваю свидетелей, я мониторил все видеозаписи, другие материалы, которые есть в наличии в уголовном деле и которых еще там нет. Но вот что там была провокация, и провокация контролируемая, и провокация нужная, но не тем, кто организовывал это публичное мероприятие и участвовал в митингах. Вот им как раз противоправные действия не нужны были. Правильно здесь отразили, что на протяжении всего длительного, да, это же не началось там в марте месяце, это началось еще в 2018 году, с лета, с осени. Да, действительно, все удивлялись, как мирно, как соблюдают порядок в Республике Ингушетии. Вот эти фотографии, когда сотрудники полиции и участники публичных мероприятий вместе отправляют религиозные обряды, совершают намаз. Но вот 27-го все это вот с ног на голову перевернулось. Потому что когда ночью там люди находились, сотрудники полиции через громкоговорители говорили о необходимости разойтись именно на утренний намаз. То есть они подождали, пока все люди начали коллективную молитву и начали провоцировать людей. И, что они не знают, как это будет, какая реакция на это будет, мы не можем говорить, потому что это делалось целенаправленно, это делалось специально. К уголовному праву, к уголовному кодексу данное уголовное дело отношения не имеет. Это исключительно политический процесс, и в этом никаких сомнений нет.
У нас есть и в том числе свидетельские показания в том, что среди собравшихся были сотрудники полиции в гражданской форме. У нас есть и материалы, доказывающие эти обстоятельства, и многие другие факты, чтобы мы прямо говорили о том, что это была провокация, и людей спровоцировали на насилие. Когда я говорю о том, что тем людям, которые собирались на публичное мероприятие, тот, кто организовал это, не было выгодно вот эта ситуация, не было выгодно противоправные действия, уж тем более, чтобы насилие кто-то применил, это очевидно. Это очевидно, исходя из целей, и почему они там собирались. Если мы посмотрим, там ведь не только сотрудники полиции видео снимали, вот Зариф Асаутиева, другие, там очень много фото, видеоматериалов. Сегодня посмотреть, кто что сделал, не составляет труда. Сегодня 6 месяцев с момента возбуждения уголовного дела, уже 8-й месяц идет с момента возбуждения уголовного дела, и где видео, где фотоматериалы. Изначально это дело, как строилось, на одной справке Центра по противодействию экстремизму, так оно и продолжается дальше вот до сих пор, до настоящего времени. Ни одного доказательства, что здесь была спланированная организация насилия, опасная для жизни и здоровья, даже пускай не опасная в любой его форме, да, хоть часть первая, хоть часть вторая. Здесь нет. Тогда не было, и сейчас нет. Ну и это очень элементарно. Почему этого нет? Потому что и доказательств не может быть тому, чего не было вообще по сути. Здесь события преступления по части, именно в форме соучастия, что это насилие было организовано, здесь это абсолютный бред и абсурд. Здесь затронули вопрос, что здесь пожилые люди стояли, Олег Петрович в вступительной своей... я извиняюсь, зная менталитет, тем более Войнахов, кто из молодежи с щитами и с дубинками, если на стариков идут, оттесняют, в любом случае найдется голова, которая первая может не сдержаться, пойти на поводу эмоций, и это как искра. И то, что, в принципе, видимо, на что власти на тот момент надеялись, я имею в виду республиканские, поддержанные федеральным центром, учитывая такое вот, скажем, открытую фабрикацию уголовного дела и фальсификацию доказательств. Поэтому, конечно же, провокация была. В части в том, что я обращаю ваше внимание на это очень важный момент, на это надо обращать внимание. Ведь до этого, если и привлекали к административной ответственности, Джабраил Куреев говорил, это не такие массовые были моменты. Например, Бараха Чамурзиева не привлекали к ответственности осенью. Его начали привлекать к административной ответственности уже в этом году после возбуждения уголовного дела. И как раз его, и как остальных, катали на вертолете для того, чтобы административный арест, который был 3 апреля в отношении него избран, чтобы он отбивал почему-то в другом субъекте Российской Федерации. То есть это нонсенс, конечно, чтобы так перевозили людей. Так вот, говоря о том, что никакой здесь организации не было, и то, что это стихийные действия были, в принципе, спровоцированы самими сотрудниками полиции, просто взять видео, фото, материалы, и то, что на самом фактические обстоятельства, здесь само за себя это все говорит. Кроме того, есть в том числе открытые в интернете, есть видеообращение и бывшего главы Республики Ингушетия, который также прямо говорит, что нужно возбуждать уголовные дела, минимум к административной, максимум к уголовной ответственности организаторов митинга надо сажать. То есть, в принципе, прямые указания, хоть до, хоть после, но они даются. И понятно, что именно с той политической ситуацией связано это уголовное дело для того, чтобы показать всем и остановить какие-либо недовольства в республике, и эти массовые публичные мероприятия, которые вот затянулись и уже идут как пример. Я извиняюсь, немножко простужен, поэтому тяжело чуть-чуть говорить. Процесс доказывания по этому уголовному делу очень тоже интересно. У нас вот все, кто применил насилие, у нас ведь там есть такие, как Томов Зелимхан, который узнал, что его ищут, он пришел с явкой с повинной и сказал, да, действительно, я вот такие-то действия совершил. Есть такие случаи. Но по части 1 по 318, о чем и Хусейн Гулиев, адвокат вот наш, говорил, это ведь они не признают то обвинение, которое есть по факту. Они признают свои действия.
Мы не говорим в том числе, и они не обсуждают, да и не имеют они, не могут они разобраться, они не адвокаты, они не юристы, многие из них, хотя там юристы тоже есть, но если есть, но они в уголовном праве, может быть, у них другая область, в том числе юриспруденции. Но человек, если признает свои действия, он соглашается с обвинением. Ему говорят, ну, да, ты не совершил действие, это часть первая. Он соглашается. Он не сдается в подробности, насколько, насколько действия самих сотрудников полиции были законными. То есть первоопределяющее по 318 это чтобы действия, то есть, сотрудников полиции, они должны быть законными. Не знаю, если разгоняют вот таким образом мирную акцию, где люди порядок не нарушают, насколько это законно. Ну, с этим, конечно же, в последующем суде мы будем разбираться, но у меня очень большие сомнения по поводу действий сотрудников полиции. Теперь говоря по тем лицам, кого обвиняют по части 2, 318 формы соучастия, как организаторы того насилия, которое имело место быть 27 числа. Вот все доказывание до настоящего времени, по сути, построено на одной справке, как я уже сказал. В справке указаны данные, ну, абсолютный бред, голословный, якобы, ну, справка не имеет, чтобы вы понимали, она непонятно кому адресована, непонятно почему, для чего ее дали. Если говорить с точки зрения закона, у нас результат оперативно-розыскной деятельности, это не просто вот у меня есть оперативная информация, я должен обосновать, я тоже могу любую справку нарисовать, бумага все терпит, особенно в наше время. Можно что угодно написать и сказать, что это так и есть. Но вы же понимаете, что мне надо обосновать свою позицию. Если я говорю, что эта ручка коричневая, рыжая, или там колпачок синий, я должен вам ее показать, чтобы вы убедились, что она действительно, вот, колпачок синий. А нам, когда говорят, что вот справки какие-то данные, они факты пишут, при этом не прикладывают ни одного доказательства, обосновывающего их позицию и ту информацию, указанную в справке. Как минимум, при избрании меры пресечения в отношении Бараха Чемурзиева, что в справке указаны недостоверные сведения, это было установлено судом в части заниматься преступной деятельностью, в части о том, что он может скрыться от органов следствия и суда. Опять же, вот эта ситуация, в том числе с загранпаспортом, которого у него при обыске 3 апреля изъяли, он сам его, вернее, выдал, они знают это, при этом буквально полмесяца спустя они расписывают и в суде говорят, вот у него есть загранпаспорт, он может уехать за пределы Российской Федерации. При этом загранпаспорт находится у них. Суд, конечно же, исключает такие вот моменты, но вот этот факт, который показывает недостоверность той информации, которая есть в справке. Если говорить на сегодняшний день, вот если мы что-то организовали, у нас должен быть способ. Мы до 27 числа должны были это организовать. Мы это с кем-то обсуждали. Там мы по телефону говорили, где-то встречались. Мы же исполнители у нас есть по официальной версии обвинения, да, это те, в отношении кого сейчас и переквалифицировано обвинение, потому что в нашем обвинении они все прописываются и указываются. Встречались ли они? Я извиняюсь, но многие из тех, кого по части 1 привлекают сегодня за факт, они не знают ни одного из организаторов публичных мероприятий и других активистов. Это просто люди, которым не безразлична судьба республики, которые пришли выразить свое мнение. Они не пришли для того, чтобы совершать преступления или противоправные действия. Так вот, по факту организация насилия доказывает, вот то, что они нам преподносят, это организация публичного мероприятия. Вот то, что у Бараха пишут, они путем фактических обстоятельств, мы не отрицаем, что Барах Чемурзиев организовывал публичное мероприятие в форме митинга, подавал уведомления от своего имени на 3 дня, но это не означает, что он организовал насилие. И я извиняюсь, еще раз говорю, за 8 месяцев у нас до сих пор нет ни одного доказательства, способ организации. У нас есть 73-я статья Уголовно-процессуального закона, которая в первую очередь говорит, какие обстоятельства подлежат доказыванию. Так, первое, там указано способ. Каким образом совершено это преступление, если это организация насилия, каким образом она произошла.
Но этих ответов в этом уголовном деле, на эти вопросы ответов нет. У нас изначально, вот один раз нам предъявили обвинение, там прописаны действия всех. То есть указывают, что Барахчи Мурзиев, остальные применили насилие, будучи согласовано по части 2, 318, они все прописывают. Вот тех лиц, которых они в нашем обвинении прописывают по 318 части 2, в отношении них, начиная с августа месяца, сентябрь, октябрь, там многим им изменена мера изменено обвинение, переквалифицировано их действия на часть 1 318. То есть одно обвинение идет в противоречие, одно постановление о привлечении в качестве обвиняемого идет в противоречие с другим. Они в ходатайстве об избрании меры пресечения, которые в последний раз пишут, они отрицают, прописывают опять же вот это старое обвинение, при этом вот из тех людей, кого они прописали, по части 2 ни одного человека не оказалось. Следователю задают вопрос в судебном заседании, вы вот по части 2, вот опасная для жизни и здоровья в отношении кого? Ну, вред там только 2 сотрудников Росгвардии, это по фамилии Давыдов и Куркин. Куркин, скорее всего, может быть псевдоним. Но факт, они знают, кто причинил, там есть видео, и видно, кто причинил это насилие в отношении того же Давыдова. Этот человек, например, находится в розыске, но они же об этом не пишут, они пишут остальных, они пишут всех тех, которые сегодня находятся под стражей, или там несколько человек там, по домашним арестам. Поэтому не может обвинение, одно постановление следователя противоречить другому. На сегодняшний день вот эти меры пресечения, которые продлевались до 25 декабря, то же самое. В этих постановлениях есть ряд этих противоречий. Если нас обвиняют по части 2, кого мы организовали, если всех, кого якобы мы организовывали в форме этого насилия, они уже, их действия переквалифицированы на часть 1. А почему тогда нам их же фамилии пока по части 2 преподносят? И вот таких абсурдных моментов, противоречий в этом деле очень много. Меры пресечения, коротко скажу, чтобы какую-либо меру пресечения избрать, должны быть основания, предусмотренные законом. То есть 97-я статья говорит конкретное основание. Ни одного основания нету вообще для избрания какой-либо меры пресечения, в том числе о подписке о невыезде, не говоря уже о такой строгой, как заключение под стражу. И вот 8 месяцев люди находятся под стражей только по одной справке. У нас сегодня по этой справке держат людей, не какого-либо довода, который бы позволял сделать вывод, что да, примерно у нас хотя бы формально, теоретически есть какие-то основания, но этого нету в этом деле. Когда выделяли уголовное дело, вот здесь указали Хусейн Гулиев, там написано, что это действия самостоятельно не имеют отношения. Но при этом выделяют по нему же, обвинения предъявляют, там указывают как раз действия, они, оказывается, были не самостоятельно, они были мотивированы и они были организованы. То есть постановление о выделении, тут же они в этот же день предъявляют новое обвинение по части 1 и меняют подсудность, обвинительное заключение пишут, там совсем уже другое. Ну как это? Та же следственная группа пишет здесь одно, здесь другое. Поэтому это, конечно же, то есть юристом не надо быть, чтобы понимать, насколько это абсурдно и не соответствует порядку с точки зрения норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Следственные действия. Вот здесь несколько еще моментов. Я извиняюсь, я понимаю, что время, тут мне напоминает, что у нас ограниченное время. Все-таки хочется сказать еще несколько моментов. Следственные действия, в отношении многих людей делается видимость проведения тех или иных следственных действий. На самом деле следственные действия не проводятся. Расследование как такового этого уголовного дела тоже не проводится. Никто не собирается здесь проверять, что имело место быть на самом деле 26-27 числа в городе Магасе.
постановлении, вот все, что касается Бараха Чемурзиева, он еще в июле месяце подал заявление, чтобы его допросили, вы не поверите, но его до сих пор не допросили, мы уже 4 жалобы по этому поводу подали, но нам только сегодня говорят о том, что вот вы хотели допроситься, мы вот хотим вам предоставить возможность. Но извините, где июль месяц, у нас сегодня ноябрь. И вот это ознакомление с экспертизами, которые, например, непосредственно к Чемурзиеву никакого отношения не имеют, это что, расследование уголовного дела? Чемурзиев заявляет ряд ходатайств, как и другие, им не отвечают. Тут много уже говорили о том, что просто игнорируют и делают то, что хотят. То есть они прекрасно понимают, даже в разговоре с адвокатами, они прекрасно понимают, что они действуют неправильно, они действуют незаконно. Но все пожимают плечами, извините, тут, по всей видимости, указания свыше, и нам намекают на это, и мы ничего не можем с этим поделать. Потому что ни суды, одна рука другую моет, понятно, на кого нам жаловаться? Мы жалуемся на тех, кто это организовал, и кто это поддерживает, и кто это говорит. Это все, правильно, по правильному пути идете. Теперь вот по этому особому порядку 2 слова. У нас есть преюдиция. 90-я статья Уголовно-процессуального закона. Да, действительно, решения судебные, принятые вот в таком порядке, по упрощенной форме, они не носят преюдиционный характер. Но это де юре. Так сильно вот прописывать, но мы же понимаем, мы можем с вами сопоставить факты и понять, что и как здесь происходит. Но если с таким враньем и с такой наглостью, вот с таким беспредельным чувством безнаказанности, которое они испытывают, то, что они пишут и делают, это абсолютно это подтверждает. Если они это делают, они же это не делают просто так, они же это делают для чего-то. Сегодня правильно сказали, что вот там, где они берут особый порядок, при этом в обвинении говорят, мы вот это вот не признаем в своих показаниях, я сам читал эти показания, мы вот действия третьих лиц не признаем, мы не были свидетелями, и нас никто не мотивировал, нас никто не организовывал, они объясняют, почему они применили те или иные действия. Те, которых якобы сегодня там Барах Чемурзиев и другие, Зарифа Саутиева организовали и направили нападать на сотрудников Росгвардии. И таких моментов вот, по данному уголовному делу действительно очень много. И на каждый вот, даже вот вопиющий факт мы пишем. То, что мы указываем в жалобу, как говорится, мы про Ивана, нам про болвана. Мы, если говорим о том, что вот нас столько-то времени там вот это сделали, нас не допросили, вот это вот незаконно или еще что-то, они формальную, как следователи ведут себя, 97-ю статью прочитают и говорят, здесь основания есть. Я извиняюсь, уголовно-процессуальный закон любой человек может открыть и прочитать эти формальные нормы статьи, но надо же обосновать. Понял. И еще один момент, вот последняя мера пресечения, которая была 23 сентября, у нас продление, апелляция по этому поводу состоялась совсем недавно, 14 числа, 14 ноября в Ставропольском краевом суде. Вот, чтобы вы понимали, насколько суды зависимы и заинтересованы в исходе дела, вернее, неправильно, они не то чтобы заинтересованы, они имеют принцип независимости, чтобы говорить о справедливом судопроизводстве, в том числе по мере пресечения. Вот судья Погосян, это вот, который в Ставропольском, в Ессентукском городском суде, очень много материалов, почему-то вот ему и еще одному судье эти материалы отписали. Вот он, когда я ознакомливался с материалами дела за 2 дня до назначения, до рассмотрения продления меры пресечения, когда он зашел и представился судьей, я ему сказал, ну как, мы независимо объективно вы будете рассматривать? Он сказал, я все дела рассматриваю объективно и независимо. Я ему пожал за эту руку, и это очень хорошо. Когда я в суде выступал, я сделал заявление о том, что я не заявляю отвод, потому что суд мне до этого гарантировал, что дело будет рассмотрено независимо и объективно. У меня аудиозапись этого процесса есть. Когда я это сказал, судья вскочил и сказал, но я вам не это судебное следствие идет, это до прений сторон. Судья вскакивает и говорит, но я вам не обещал, что я его освобожу из-под стражи. Вот в такой момент он показывает вот эту систему и отношение к расследованию данного уголовного дела.
Абсолютно очевидно, что у нас власти знают, что Чемурзиев, Зарифа Саутиева, другие, они абсолютно невиновные лица. Они не совершали преступлений. И у нас следственные органы прямо прописывают это в своих постановлениях, где необходимо было избрать меру пресечения им. Они пишут, изоляция, там, например, Чемурзиева необходима, так как он имеет обширное влияние на дееспособную молодежь и на население. То есть они не связывают это с обстоятельством по уголовному делу, они просто говорят, он может влиять. И еще один момент, вот особый порядок, другие дела, которые рассматриваются. И вот судить будут не Чемурзиева, не Оздоева Магомеда, не Хамхоева, не Хаутиева, не других, фамилий их много, чтобы все не называть. Судить не их будут по данному процессу. Так же, как это происходит вот, с делами, то, что в Москве по публичным мероприятиям, когда людям давали 3-5 лет за то, что за шлем сотрудника Росгвардии дотронулся, и это судят не их, это судят нас с вами. И мы должны это прекрасно понимать. Когда им дают большие сроки за такие вещи, это не им дают эти большие сроки, это нам дают, чтобы мы завтра 100 раз подумали, прежде чем выходить на публичные мероприятия, и просто у нас отнимают это право свободно собираться и выражать свое мнение. Еще один момент, когда Послушай, ну вопрос-то должны быть. открытое письмо, когда наши подзащитные, уважаемый Олег Петрович, вы меня простите, но здесь открытое письмо, это главе Республики Ингушетия Килиматову. Магомед, но если вы меня сделали ведущим, то извини, я ведущий. Ну тогда не надо было меня. Я все понимаю. Очень Котя. сильно меня попросили Так, зачитать здесь. Магомед, это на невозможно вот сейчас вот зачитывать на 2 страницы. Сейчас ну людям надо задать вопрос. Хорошо. Останется время, Если- зачитаешь. Хорошо. Либо я ведущий, либо нет. Как Значит, скажете. у каждого из адвокатов есть еще чего важного дополнить. В ходе ответа на ваши вопросы каждый сможет дополнить. Сейчас вопросы. Есть вопросы? Задавайте, пожалуйста. Так, минутку, нет. Вот давайте. Фу. Работает? Кто? Как его? По-моему, не работает. Да, спасибо. работает. «Голос Америки», Виктор Васильев. Это Магомеду Абубакарову адресую вопрос. Вы сказали, что это политический процесс. У каждого процесса должен быть свой смысл. Вот в чем он, на ваш взгляд, здесь заключен? Зачем нужна вот эта вакханалия? Чего добиваются власти? И чего в результате могут достичь, вот, творя вот такие безобразия, кроме как получить взрыв негодования. Какова сейчас атмосфера общей в республике? Спасибо. Политический это процесс в первую очередь потому, что, опять же, я еще раз говорю, с уголовным делом он не связан. Чего они хотят? Они хотели и сделали это репрессии тех, которые высказывали свое мнение, которые высказывали свое несогласие по вопросам, которые принимались на территории Республики Ингушетия. То есть им не нужны публичные мероприятия, им нужен тихо, чтобы все люди соглашались и не лезли туда, куда им не надо. Это именно для этого сделано, и не только на территории, еще раз говорю, Республики Ингушетия, а вообще, то есть как устрашение и возможность развития событий для всех людей, которые завтра вдруг захотят где-то собраться или еще что-то. То есть у нас потихонечку отнимают это право. Мы видим, что если власти чего-то и боятся, только я не знаю, почему они этого боятся. Если люди выходят свободно, открыто, не надо этого бояться, но у нас власти немножко боятся. Когда 2-3 человека собираются, это уже публичное мероприятие. Поэтому понятно, что всех нас вот таким уголовным преследованием нас запугивает других, запугивает нас, чтобы этого не было. Обстановка какая на сегодняшний день в Республике Ингушетия, наверное, больше бы Джабраил Куриев сказал бы. На мой взгляд, люди все сидят и выжидают все-таки, что же будет из этого уголовного дела, и все надеются, что этот беспредел прекратится и безвинных людей вернут. То есть вот и как раз
открытое письмо вот, обстановки в Республике Ингушетия, в том числе напрямую касается, если вы мне останется время. Магомед, давай, либо останется время, либо мы опубликуем, просто возьмем, отсканируем и опубликуем это письмо. Пожалуйста, еще есть вопросы? Минутку, давайте у кого-то другого есть вопросы? Нет? Пожалуйста. Потом вы. Обстановка в республике. Хорошо, потом вы в начале. Да. То есть вопрос о современной нынешней обстановке в Республике Ингушетия. Пожалуйста. Вы знаете, совершенно уверенно могу сказать, что народ республики фактически ожидает освобождения всех политзаключенных. И именно особенно это относится к Ахмеду Барапаеву, Малсагу Ужаху и к Зарифе Саутиевой в особенности, потому что не успеваем прийти хоть на какое-то мероприятие, буквально вот все находящиеся там, будь это свадьба, похороны, на работе, на улице, в магазине, разницы нету. Буквально все люди окружают меня и начинают вопросы задавать. Когда освободят, почему их держат? Ведь больной человек Малсак Ужахов. Это уже документально подтверждено, что он болеет, что у него состояние здоровья обострено. Буквально все население цельно поддерживает этих людей, считают, что они правы, ждут их освобождения и ждут справедливого исхода. Вот такого настроения, на данный момент настроение населения республики. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Тимен, посольство Нидерландов. У меня нет вопроса. Хотя сложно следить все это быстрый язык ваш, но понял. Я просто хотел сказать, что я очень уважаю вашу профессиональность, вашу настойчивость в этих делах, если речь идет о анархии и все, что вы, о чем вы говорили. Так что большое уважение. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Давайте сами тогда Здравствуйте, у меня вопрос такой. Есть ли... Давайте, коллеги, представляться все-таки, да? Прошу прощения, да. Семен Черный, портал «Кавказский узел». Значит, у меня такой вопрос. Есть ли у арестованных какие-то жалобы на условия содержания, может быть, на какие-то более-менее жесткие условия допросов, ну, можно сказать, пытки, но вряд ли уж там совсем пытаются? Я отвечу на этот вопрос. Почему? Потому что данный вопрос больше актуален по отношению к Малсагу Ужахову. На сами условия содержания мы не жалуемся, но при этом хочу подчеркнуть, Малсага задерживали в Нальчике, содержится в городе Владикавказ, а судебные заседания изначально проходили в Нальчике, а потом перенесли в городе Ессентуки. Малсаг Ужахов очень трудно переносит дорогу в автозаках, так называемых стаканчиках. Это такая, чтобы понятие у вас было, это такая железная клетка размером 70 на 70. Там деревянные полки. И надо человеку сидеть 250 километров на этой деревянной полке, в этом железном стакане, пока его перевозят 250-300 километров на расстояние. При этом у самого Малсага Ужахова, как уже было ранее констатировано, что у него сахар очень высокий, у него высокое давление, у него полностью удалена щитовидная железа, он ежедневно принимает гормональные препараты и другие лекарственные средства. И в этой ситуации ему категорически не хватает кислорода в закрытой будке, в этом стаканчике передвигаться, и у него начинаются приступы. Тошнит, рвота и так далее, и так далее. То есть на расстоянии от Владикавказа до Нальчика сейчас в последнее время 4 раза останавливали этот автомобиль и ему оказывали медицинскую помощь. При этом особо хочу подчеркнуть, что в отношении Малсага провели медицинскую экспертизу на предмет того, могут ли его перевозить на автозаке. Врач говорит, да, состояние плохое, могут перевозить, но в сопровождении врача. Заметьте. Само состояние плохое подчеркивает
говорят, что действительно у него состояние ухудшается, это подтверждается тем, что врача к нему подкрепляют. И сам Малсек воспринимает эту ситуацию как для него пыточные. Почему? Потому что он в Ессентукском городском суде озвучил это, где ему стало плохо после очередной доставки. Он сказал, что его физически хотят надломить, создавая ему целенаправленно такие пыточные условия. И я там же озвучил, есть ли законодательная возможность продлить срок содержания под стражей на месте содержания под стражей. Закон, да, позволяет такое. Для этого не надо в Ессентуки вести. Но почему-то принимаются решения прикрепить врача, создать такие условия, чтобы у него по дороге там 5-6 приступов было, и доставить в Ессентуки, и там полчаса вот это судебное заседание с абсолютно предрешенным характером провести. Поэтому вот такие условия сам Малсек считает, что для него создаются специально пыточные условия, где ему причиняют физические страдания. Спасибо. Олег Петрович, если Так, да, у одним кого-то есть словом дополнение? дополнить этот вопрос, в том числе, особенно летом, были многочисленные жалобы, не от всех, но были многочисленные жалобы, когда следственные органы, вот представляете, да, духота, там 30 с лишним градусов жары, их в этих автозаках, железных, которые нагреваются, их всех привозили на следственное действие в здание ЦП в Нальчике, не уведомляя адвокатов. Их всех толпой туда привозят, их там держат, и потом следователи начинают вызванивать адвокатов. А не могли ли вы прийти у нас в следственное действие? Адвокат, например, в другом городе, из Ингушетии приехать не может в другом процессе. Многие не могут прийти. А люди целый день, потому что с утра до вечера они в этих в жаровнях, в этом пекле находятся, и, конечно же, были жалобы. И, конечно же, они воспринимали это как пытки. Потому что следователи тоже знают порядок это, они могли бы делать это по-другому. Но они это делают, такое ощущение было, что вот, издеваются просто над людьми. Спасибо. Там вопрос был. Пожалуйста, вот молодой... хорошо. Николай Сизиков, проекту Водоинфо. Скажите, пожалуйста, вот вы отмечали, что у некоторых обвиняемых по этому делу даже не проводится в течение 8 месяцев даже допрос в качестве обвиняемого. А какие-то вообще следственные действия по этому делу проходили? Какие они вообще? Что сделало следствие вот за эти 8 месяцев? Можете сказать? Спасибо. Кто начнет? Можно я отвечу сперва? Ну, давай ты Ну, начнешь. если я затрагивал этот вопрос, мы не говорили о том, что в течение 8 месяцев ни одного следственного действия не проводится. А если говорить конкретно, не допросили, это вот с июля мы попросили нас допросить, до сегодняшнего дня мы еще не допрошены, то есть, чтобы вы понимали. Следственные действия формальные, они те или иные проводят. Но это какие следственные действия? Назначение экспертиз тех или иных. Судебно-медицинских, психолого-лингвистических, ряда других. Ознакомление с этими многочисленными экспертизами всех. По сути, в основной своей массе портретные экспертизы. Вот эти вот и ознакомление обвиняемых с назначением этих экспертиз в некоторых случаях, потому что я знаю, что вот с некоторыми вообще, в том числе и экспертизы, например, с нами только вот недавно начали проводить, при этом в ходе ознакомления, когда мы вот на этих следственных действиях просим вот это нам предъявить, потому что для них мы же защищаем их, у нас есть ходатайство, но у нас ряд вопросов, которые мы, возможно, не имея в той или иной экспертной области познаний, мы не можем ответить, и нам нужно что-то проверить. Это все игнорируется, это просто формально проводится. Формальные следственные действия, конечно, да, проводятся. Джабраил, вы Я хотели. отвечу. Активных следственных действий с момента задержания, то есть 19 апреля, в отношении Малсека не проводятся. Нас вяло текуче начали ознакомливать с прошлой недели. У нас 3 дня мы провели, совместно с Малсеком ознакомливались исключительно только с назначениями экспертиз, которые были назначены в марте, апреле, в мае 2019 года. То есть фактически нас по закону, после того, как сегодня назначили экспертизу, либо в тот день, либо в следующий день, нас необходимо ознакомить с назначением такой-то экспертизы, чтобы мы могли ходатайствовать по статье 198 УПК Российской Федерации
прописаны соответствующие права и полномочия как самого обвиняемого, так и защитника, которые имеют право ставить вопросы, ходатайствовать о другом экспертном учреждении, или допустить с нашей стороны эксперта, или же выразить желание самим участвовать при проведении указанной экспертизы. То есть фактически назначенные тогда еще экспертизы нам предъявляют сейчас. Тем самым, как вы видите, лишается права на защиту. И его, и мои полномочия нарушаются, потому что мы не в состоянии. Помимо этого, даже ознакомливаясь с теми экспертизами, которые были назначены, тогда еще мы ходатайствуем о предоставлении хотя бы тех материалов, которые были направлены эксперту, чтобы хотя бы знать, если это лингвистическая экспертиза, допустим, я в совершенстве владею ингушским языком и пишу, и читаю, потому что я и в школе учился, я и родился и вырос в Ингушетии. Мы говорим, дайте я почитаю, правильно ли сделан перевод. Нам говорят, нет. Мы говорим, дайте видео, которое вы направляете, куда вы направляете, и какое видео, из какого источника оно добыто. Ведь это тоже имеет значение. Если, допустим, с видеохостинга YouTube скачаны ролики, они направляют, там необходимо указывать IP-адреса, все это, как оно добыто. Нужно составить соответствующий протокол в присутствии двух понятых. Или же надо данный адрес заверить нотариально, откуда это все. Просто так взять видео, направить эксперту, это тоже неправильно. Есть уголовно-процессуальный кодекс, в рамках которых каждый шаг следователя должен быть прописан и приведена статья, на основании которого это решение принимается. То есть нам вообще никакого материала не представляет. Я как защитник, допустим, да, по лингвистической экспертизе, мне даже эксперт не нужен, чтобы прочесть этот документ и сделать вывод, да? Нам его не представляет. Как я сегодня могу самостоятельно направить тот или иной материал эксперту? Вот вопрос, да? Чтобы осуществить защиту этого лица. То есть никак. Поэтому такие нарушения есть, и вялотекучие следственные действия, они проводятся, но активной фазы нету. За 7 месяцев, уверяю вас, можно было бы очень много следственных действий провести. Так же ведь? Но почему-то с нами начали встречаться только с прошлой недели. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Антон Воронов, МБХ Медиа. Хотел бы узнать у вас какие-то подвижки по делам Ибрагима Дугиева и вот Магомеда Аздоева, к сожалению, Хусейн уже ушел. Должно уже проходить продление мер их пресечения. Может, известна ли вам какая-то информация? И есть еще другой вопрос по параллельному уголовному делу в отношении полицейских, которые отказались разгонять митинг и, соответственно, дело о превышении полномочий завели на них. Может быть, вам известно, какие подвижки по этому делу есть? Потому что оно в такой вот достаточно засекречено, о нем почти ничего не известно. Спасибо. Ну, я не являюсь защитником прав и интересов Дугиева и остальных лиц, основанных на предположениях, ответа не могу давать, потому что у них есть свои защитники, которые владеют как ситуацией, так и позицией их доверителей. А относительно тех ППСников, там, насколько мне известно, работает мой двоюродный брат Магомед, представляет их права и интересы. Он не защитник, а просто представитель судей. И, насколько я понимаю, такого приказа им не поступило разгонять. Чтобы отказываться разгонять, надо, чтобы приказ поступил. Такого приказа сотрудникам ППС не поступал, поэтому вопрос, я считаю, чуть неправильным. Они просто вышли в ряд, и фактически их действия, по большому счету, в некотором смысле, наоборот, они оказывали какую-то помощь и росгвардейцам, и какую-то помощь и митингующим. То есть у них определенно миротворческая миссия была, которую они выполнили. Но
обернулись эти действия им боком. Спасибо. И я извиняюсь, ну, если говорить про Дугиева, просто информация известная, ему изменили меру пресечения на домашний арест, если я не ошибаюсь, ввиду истечения 6-месячного срока, предельного срока по этому обвинению. Кстати, стоит вот здесь отметить, что очень следователи хитро здесь поступают. Когда 6-месячный срок у них заканчивается, они должны переквалифицировать, то есть нам известно, что они на часть первую собираются переквалифицировать. Но они специально тянут, ждут продления меры пресечения по части второй, чтобы тяжесть обвинения дала им возможность выше 6-месячного срока продлиться. И после продления меры пресечения они переквалификацию делают. Но это хитрость, которая недостойна, стыдно должно быть мне вот прибегать к таким моментам. Это такая глупая хитрость, которая очевидна и которая всем видна. Кстати, у нас следователи очень извращенно толкуют норму уголовного процессуального законодательства. Если 6-месячный срок содержания под стражей прошел, следователь не должен ждать там какого-то с моря погоды, суда или еще кого-то, он обязан освободить человека из-под стражи сам. Он должен быть инициатором этого. Уголовно-процессуальный закон следователи должны соблюдать. Поэтому, они что делают? Они просто продлили меру пресечения, и все, и человек дальше сидит. Им ничего страшного, что по части первой он уже идет, и что предельный срок его содержания под стражей давно истек. Магомед, есть такая небольшая оговорочка. Да. На ознакомление. В Уголовно-процессуальном кодексе прописано, да, что по истечению 6-месячного срока суд освобождает. При этом мне следователь заявляет, что это относится только к суду, забывая о том, что судопроизводство с момента возбуждения дела идет. Такой смешной момент был слышать от профессионального следователя о том, что это должен делать суд, а не мы. Это вот как будто отдельный уголовно-процессуальный кодекс существует для судей, а для следователей там какой-то свой. Это как раз касательно обоснованности дальнейшего их содержания под стражей. То есть они знают, что они незаконно их содержат, но они это продолжают делать. По поводу полицейских, я хочу сказать о другом еще моменте с полицейскими. Дело в том, что они обжаловали в суде их увольнение. Суд первой инстанции признал законным, но вот они сейчас ждут рассмотрение в апелляционной инстанции, жалоба подана, но вот пока еще не назначена. Так, да, кстати, Дугиев. По поводу Дугиева, насколько мне известно, это тот случай, когда предложили идти в особом порядке, и его адвокат согласились. Ну и со всеми вытекающими печальными в целом для дела в целом последствиями от таких согласий на особый порядок. Так, пожалуйста, есть еще вопросы? Тогда вначале, пожалуйста, вы. Семен Черный, Кавказский узел. Еще раз, вопрос у меня больше такого же технического характера. Как я понимаю, судебные процессы будут вестись вне Ингушетии, правильно? В каких регионах и сколько их вообще там всего? Я отвечу. Для начала, как раз я эту тему хотел затронуть, и вопрос ваш на данный момент очень актуальный. Ну, как мы видим, на сегодняшний день заместитель генерального прокурора Российской Федерации обращается в Верховный суд с ходатайством об изменении подсудности, основываясь на справке ФСБ России по Республике Ингушетия, в котором, в частности, говорится, что суды в Ингушетии не в состоянии объективно рассмотреть, справедливо рассмотреть указанные дела, что на них будет оказываться давление и так далее, и имеются какие-то обширные родственные связи. Вот этот момент на данный момент очень смешно выглядит, особенно для тех адвокатов, которые работают на местах. Верховный суд изменяет подсудность и направляет в Ставропольский краевой суд, а Ставропольский краевой суд, в свою очередь, направляет в Железноводский городской суд на рассмотрение указанных дела, тем самым меняя подсудность. Но вот что мне интересно. По закону
подсудность указанных дел это должно определяться, ну вообще по закону должно быть в Магасском районном суде Республики Ингушетия. Раз ФСБ или следственные органы говорят о том, что у нас суд не в состоянии объективно рассматривать вот эти дела, тогда нужно задаться самым простым вопросом. Вот за последние 10 лет сколько оправдательных приговоров вышло с Магасского районного суда? Вот просто один вопрос. И это все перечеркивается. Я вас уверяю, за 10 лет оправдательных приговоров в Магасском районном суде можно пересчесть по пальцам рук. И о чем это говорит? О том, что искусственно меняется подсудность. И я вас уверяю, даже большая часть я рад, что этих ребят будут судить в Железноводском городском суде Ставропольского края, чем там, потому что там еще больше дали бы сроки. Но сейчас в данном случае речь идет не об этом, а о том, что придуманные вот эти основания, ничем не обоснованные на какой-то справке, является основанием для изменения подсудности. Если же такой документ поступает, должна быть установлена связь, кто именно, на кого именно может повлиять. Если, допустим, у меня в том же Магасском районном суде, да, например, будет один судья-родственники, но там же их энное количество, они же не могут являться мне все родственниками, да, или иметь со мной какие-то связи. Цельно менять подсудность вообще территории Ингушетии, это, на мой взгляд, абсолютно предвзятое отношение и искусственно создаваемые основания для изменения. Поэтому при таких обстоятельствах, если Верховный суд приходит к такому выводу, то я полагаю, что вообще судебную систему Республики Ингушетия необходимо расформировать. По такой правовой логике там объективно никакое дело не может рассматриваться. Спасибо. Так, пожалуйста. Да, спасибо. Один вопрос. Адвокат Куреев, по-моему, указал на то, что в обвинении плохой русский язык, что там много противоречий и прочее, что неграмотно. Какие у вас из-за этого выводы насчет профессиональной компетентности следствия? Они просто свое дело не понимают? Или это все специально так делают, сознательно, потому что оба прозвучало здесь? Спасибо. Ну, вообще, это мое личное мнение. У нас органы предварительного следствия далеки от, так сказать, профессиональных качеств, которые фактически должны обладать следователи, тем более Главного следственного управления, коим являются в нашем случае следователи. Ошибки допускаемые, они, конечно, не носят целенаправленный характер, они фактически носят тот характер, они по-другому и не умеют. Если умели бы, поверьте мне, написали бы и получше. А те ошибки, которые они допускают, фактически, если мы на стадии предварительного следствия указываем на те ошибки, уже через 3 дня они бывают исправлены. Потому что мы считаем, даже нет необходимости на них указывать пальцем, чтобы они в последующем их не исправили. Но говоря цельно об обвинении в целом, да, и как по 318 статье, и по 239, она вообще с таким строением обвинения мы впервые сталкиваемся. Даже, по-моему, на практике в Российской Федерации такого не было, чтобы как организаторов насилия кого-то привлекали. Это впервые на моей памяти происходит. А само обвинение, оно, знаете, многогранно, там нет точностей. Когда в то время Уголовно-процессуальный кодекс, закон требует
точности и устанавливает причинно-следственную связь. Если, например, Малсага обвиняет в организации насилия в отношении представителей власти или правоохранительных органов, то в обвинении и в других документах конкретно должно содержаться, где, в каком месте, при каких обстоятельствах и каким образом он организовывал данное насилие, каким образом он воздействовал на них, и кто именно и кому именно нанес какой-либо вред здоровью, и каким образом оказывалось данное насилие. Всех этих точностей в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого нету. Оно просто составлено общими фразами, общими словами. Спасибо. Я хотел бы здесь еще добавить именно по этому вопросу. Невежество следователей и злой умысел, они ходят рядом. Их разделить невозможно. То есть здесь есть и то, и другое. А вот по их последующим действиям можно видеть, если они исправляют свою ошибку, значит, они просто допустили и пытаются как-то исправить. Если же они делают вид, что они не замечают этого, значит, это сделано специально. По-другому они просто вести себя не могут. Еще один момент, вот, чтобы говорить об ошибке, здесь такие системные ошибки, в каком плане? Вот кроме тех формальностей, размытости самого обвинения, где нет конкретики, говоря об организации этого насилия, здесь еще такие, у нас следственная группа довольно-таки большая. У нас просто беда в том, что господин Нарыжный, который руководит данной следственной группой, не контролирует и не следит за всеми следователями, которые в этой группе. Потому что голова не знает, что руки и ноги делают, на мой взгляд, исходя из тех или иных документов. Они копируют документы. Например, Зариф Саутиевой из дела постановлений в отношении Зарифа Саутиевой составляют постановление в отношении Бараха Чемурзиева, где забывают на одних и тех же страницах исправить ей на ему. И так, если говорить, например, там постановление о продлении меры пресечения, ходатайство, где следователи. И самое интересное, дальше эти ошибки в точь переходят в судебные документы, в том числе и в протокол судебного заседания, вот что касается Погосяна, 23 сентября, о чем было признано и частное постановление в отношении судьи Погосяна, но это формальная такая со стороны Ставропольского краевого суда подарок нам был сделан. Хотели обмануть нас, что в плане, вот видите, мы реагируем, мы не прячемся за чужими спинами и откровенно принимаем на себя удар. Хотя ничего, признали наши нарушения, но ничего не изменилось, домашний арест остался. И вот такие вот моменты просто из постановления в постановление ходят, с флешками ходят, судья отдал, перекинул, переписал, ошибки остаются, поэтому просто они повторяются. Фамилии меняются. Фамилии просто меняют и забывают, что здесь мужской род, здесь женский. Не заметили. Наглядный пример был, когда обвинения предъявляли Малсагу Жахову. В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого был прописан Барахоев Ахмед. Нам его распечатали и предъявили. Но ошибка была в том, что Малсаг его вслух прочитал. Исследователь понял, что он не то постановление нам вручает, а я как адвокат молчу, но он поспешил его прочитать. И тут следователь сразу вскочил, взял это постановление, буквально его фамилию убрал, Ужахов написал Ина. Вот он. Фактически одно постановление, каждому второму оно предъявляется. Вопросы? Да, Николай Сизиков, проект УВД-Инфо. Вопрос у меня по поводу давления, которое оказывают на фигурантов этого дела. Вы уже сейчас сказали и про само уголовное дело, которое, естественно, само по себе является формой давления, и про содержание под стражей в регионе, который не имеет отношения к месту совершения этого якобы преступления. А с какими еще формами давления сталкиваются обвиняемые? Я фактически на этот вопрос ответил. В принципе, повторяться не буду, вкратце повторюсь, наверное, с тем, что Малсага, то, что перевозят его в дальние расстояния и тем самым какие-то причиняя ему дискомфорт и физические страдания. Сам Малсаг, это, повторюсь, наверное, считаю, что это одна из форм пыток в отношении него.
каких-либо вот определенного давления со стороны следствия или и так далее, там, пугать или в какие-то камеры его закидывать и так далее, или физического воздействия на него, такого давления нету. На месте содержания под стражей непосредственно к самому Малсову относится очень уважительно. Жалоб непосредственно к сотрудникам СИЗО у нас никаких нету. А вот на действия следствия, принимаемые решения на вывоз его в Нальчик, в Ессентуки, в Ставрополе, вот, на эти действия, да, действительно у нас жалобы есть. Ну, я тоже просто дополню, что, да, прямого такого воздействия, давления нет. Точно так же Зарифа, который содержится в СИЗО номер 1 города Нальчик, на условия в СИЗО не жалуется. Но опосредованное давление имеется. Например, Зарифе отказали в свидании с родственниками, да, то есть с сестрами ее, которые, некоторые у нее больные сестры, хотели с ней повидаться, то есть ей на протяжении 4 месяцев отказывают. Или, например, весь сентябрь ее перевозили без какой-то цели, без какого-то объяснения, зачем. Ее перевезли в ИВС города Ессентуки. А что такое ИВС города Ессентуки? Это такое место, где нет, там, где нельзя толком какой-то там привести себя в порядок, там холодно, то есть там нет нормальных условий, как в СИЗО. Ее перевезли туда, оттуда в СИЗО Пятигорска. Белый лебедь, по-моему, называется. Оттуда, вместо того, чтобы вернуть в Нальчик, якобы вывозили, чтобы продлить меры пресечения. Опять в ИВС, потом опять в СИЗО. И так целый месяц ее катали, а для арестантов вот эти перевозки, они очень тяжело переносятся. Особенно, вам уже вот рассказали про условия в автозаках, про эти стаканчики, где человеку не за что держаться, и его трясет на всех вот этих ухабах, просто бьет об стены. И вся Зарифа мне на свидании показывала, что у нее все, тело все в синяках от этих ударов об железные стены. И целый месяц ее возили туда-сюда. Вот она это расценивает как попытка ее сломать. Что цели никакой практичной для следствия не было, и следствие нам не смогло объяснить. Вот так вот. Алексей. Я хотел бы еще в итоге сказать, что, конечно, в данном деле оказание давления не является все-таки основным методом воздействия. Здесь все-таки основной метод воздействия – это игнорирование всех прав. Такое вот безнаказанное игнорирование всего, что только можно. Так, значит, коллеги, вот тут письмо очень важное, подписанное как раз несколькими обвиняемыми. Мы сейчас, мои коллеги, это письмо размножат, и мы вам раздадим. Это письмо, адресованное главе новому, да, вот нынешнему главе Республики Ингушетия. Два слова тогда. Скажите, что это за письмо, откуда оно взялось? Это письмо от наших подзащитных. Только в этот. Да. Это письмо от наших подзащитных, открытое письмо. Они просили его опубликовать и передать журналистам, где они обращаются и по уголовному делу, прямое обращение к Келиматову, в том числе и по политической обстановке, то, что вот как раз спрашивалось в республике, и вот касательно их необоснованного уголовного преследования, если коротко. Коллеги, значит, мы вам раздадим, и если вы опубликуете этот документ, по-моему, важный, интересный документ, то все мы будем благодарны. Теперь, пока размножается документ, Джабраил Куриев хотел сделать некоторое дополнение важное. Коллеги, сейчас все выступили, я в том числе не коснулся того факта, что изначально дело было возбуждено 25 марта по статье 212 УК Российской Федерации. А после 27 марта вот эти два дела были соединены в одно производство. Что послужило основанием для возбуждения дела по статье 212?
на каком-то паблике в Инстаграм под какой-то статьей появились, по-моему, 2-3 комментария, которые якобы носят характер экстремистского или захвата власти там, и так далее, и так далее. Ну, неопределенный характер, скажем. Теперь мы говорим о том, что какая связь между этим делом и событиями, которые произошли 27 марта. Нам вразумительного ответа на этот вопрос никто не может дать. Более того, мои коллеги даже с жалобой обращались и в прокуратуру, и в другие органы. Приходят стандартные ответы о том, что все законно обосновано. Но при этом за все время следствия, за 7 месяцев, я лично видел только пару бумажек относительно указанной статьи. Других материалов нам не предъявлялось, мы не ознакомливались и не видим. И даже у нас есть определенные сомнения, что это дело вообще расследуется или нет. И задаюсь вопросом, как адвокат, а зачем соединили их? И тут ответ такой логически вырисовывается. Дело в том, что 212 статья, она подсудна военному суду. Если эти дела в соединенном порядке дойдут до суда, то так называемых лидеров будут судить в Ростовском окружном военном суде. Поэтому этот момент очень важен. И здесь не надо будет и подсудность менять, или что-либо еще другое делать. Поэтому мы считаем, что те комментарии, они носили абсолютно провокационный характер, что из этого следует, что и события, которые происходили 27 числа, тоже был своего рода такой план. Провокационные, провокацию внести, возбудить дело, соединить и так далее. То есть это все было предрешено заранее, по заранее спланированному плану. Я и мой подзащитный Малсак, мы именно этой версии придерживаемся. Теперь хотелось бы дополнить один момент относительно состояния здоровья Малсага. Мной еще 29 сентября направлялось соответствующее ходатайство, не то, что направлялось, я его лично сам поехал, сдал Главное следственное управление Следственного комитета по СКФО с просьбой назначения судебно-медицинской экспертизы на предмет состояния здоровья Малсага Ужахова, потому как за все время содержания под стражей его состояние очень сильно ухудшилось. И мной на разрешение экспертам я просил поставить вопросы на момент задержания, каково его было состояние, потому как его медики обследовали, прежде чем поместить в СИЗО, и каково его состояние на данный момент, и ухудшилось ли его состояние за время содержания под стражей, что очевидно для всех. Для чего это делается, это не секрет, потому что закон не предусматривает на стадии предварительного следствия содержащегося под стражей лица причинять ему какие-то страдания, в том числе и физические, относительно его здоровья. В данном случае является наглядным фактом то, что он именно чувствует на себе те самые физические страдания, и его состояние здоровья значительно ухудшилось. Еще одного момента я хотел коснуться. Мой коллега Магомед подчеркнул, что Барах Чамурзиев является организатором мероприятия. Важно также подчеркнуть, что Ужахов не является организатором митинга 26 марта 2019 года. Более того, он даже не входил в исполком организатора митинга, то есть на него не были возложены никакие функции. Кто-то охраняет, отвечает за медицинскую помощь, кто-то за пожарную безопасность, кто-то следит за порядком общественным.
То есть на него никаких функций не было возложено, он даже в исполком не входил, он рядовой участник данного мероприятия. Что касается разгона утром 27 марта, давайте обратимся к закону. Вот представим себе, что мы сейчас все вместе выйдем и будем курить там у дверей. И подъедут, так сказать, росгвардейцы и начнут нас выталкивать оттуда. Это будет законно. Чем отличается общественное мероприятие, митинг и так далее? Тем, что они выступают в микрофон, держат плакаты, какие-либо действия общественного мероприятия проводят. 27 марта утром, то есть те люди, которые находились на площади, они ничего не делали, они просто стояли. Никто на трибуне не выступал, никто в микрофон не кричал, никто плакаты не держал. Они просто стояли на площади в то время. И закон нам говорит, и вот действия полиции, Магомед подчеркивал, что насилие незаконного характера, это абсолютно верно. Потому что если нет со стороны присутствующего на площади никаких действий, то зачем было их разгонять? Вопрос. Вот, из этого надо следовать. Если он не является митингом, это мирное собрание, стоят люди. Митинг – это форма, когда призывы, что-то, лозунги и так далее. Таких лозунгов не было 27-го, соответственно, не было оснований их разгонять. Если их стали разгонять, это носит провокационный характер. Коллеги, спасибо всем за участие в нашей пресс-конференции, за вопросы. Надеюсь, что наша пресс-конференция принесет пользу, в смысле пользу для судеб, обвиняемых по этому фальсифицированному уголовному делу. Спасибо. Спасибо.